Добрый день, уважаемые коллеги! Вас приветствует Комреспубликанский институт развития образования. Традиционно мы проводим республиканский онлайн-семинар для классных руководителей. Тема сегодняшнего онлайн-семинара очень важная, и мы ее определили именно на основе ваших профессиональных запросов. Мы сегодня вместе с федеральными и республиканскими экспертами будем рассматривать особенности разработки инвариативных и вариативных модулей рабочей программы воспитания в общеобразовательных организациях. Конечно, коллеги, мы понимаем, что вы в настоящее время уже приступили к разработке программы воспитания. Сегодня виды, формы, содержания воспитательной деятельности рассмотрены вами именно с точки зрения проектирования и уже рассмотрения именно каждого модуля, который должен быть ориентирован на решение поставленной задачи, именно исходя из особенностей каждой образовательной организации. Поэтому инвариативные модули, они, конечно, включаются в программу воспитания в каждой школе. Это классное руководство, школьный урок, курсы внеурочной деятельности, работа с родителями, самоуправление и профориентация. Два последних модуля не являются инвариантными для организаций, которые реализуют только программы начального общего образования. Но мы понимаем, что именно исходя из ваших особенностей, вот именно сегодня мы об этом будем говорить, вы можете рассмотреть и самоуправление, и профориентацию как модули, которые очень важны с точки зрения развития стратегии воспитания вашей организации. Если школа хочет добавить в свою программу какой-то новый модуль, конечно, она должна руководствоваться принципами, что новый модуль должен отражать реальную деятельность именно ваших обучающихся педагогов. Эта деятельность должна являться очень значимой для школьников и педагогов. И эта деятельность не может быть описана ни в одном из модулей, который предлагает примерная программа воспитания. Итак, уважаемые коллеги, школьная программа отражает именно особенности системы вашей организации. Конечно, они напрямую связаны с программами развития вашей организации и именно с теми результатами, которые вы уже рассматриваете совместно с вашим коллективом как результат вашей деятельности. Наши задачи, которые мы сегодня ставим перед собой, они, конечно же, связаны с тем, что, напоминая вам о задачах воспитания, что это действительно конкретизация именно видов и форм деятельности, которые необходимо нам вместе решить для достижения поставленной цели воспитания, мы работаем именно с коллективом, когда формируем программу воспитания, зная эти проблемы, зная, над чем нам надо поработать с точки зрения и целеполагания, и конкретных задач по каждому модулю. Исходя из этого, коллеги, мы сформировали, на наш взгляд, очень интересную программу онлайн-семинара. Мы всегда начинаем с работы федеральных экспертов, и мы очень рады, что сегодня открывает наш онлайн-семинар Круглов Владимир Витальевич. Владимир Витальевич является старшим научным сотрудником лаборатории стратегии и теории воспитания личности Института стратегии развития образования Российской академии образования. Нам очень важно иметь традиционно уже федерального эксперта в лице представителя Института стратегии развития образования. Мы очень рады, что сегодня с нами работает Владимир Витальевич Круглов, который представит инвариантный модуль рабочей программы воспитания самоуправления в общеобразовательной организации. Ну а далее нам важно показать опыт, который уже в нашей республике можно представить. Опыт гимназии имени Пушкина города Сыктывкара. С нами будет работать Павлова Татьяна Валерьевна, которая представит инвариативный модуль рабочей программы воспитания профориентация. Ну и далее школьный урок, региональный опыт школы нам представит гимназия номер 6 города Воркуты. И в завершении мы представим обзор рекомендуемых примеров инвариативных и вариативных модулей программ воспитания в общеобразовательных организациях.
Анастасия Николаевна Игнатьева, которая является постоянным модератором наших семинаров, будет представлять данный блок. Итак, уважаемые коллеги, я очень рада, что сейчас уже более 110 у нас подключений. Я знаю, что вы работаете вместе с вашими коллективами на наших семинарах, и далее идет обсуждение и содержания, и тех задач, которые вы, уважаемые коллеги, ставите не только перед собой, но именно перед коллективами, потому что это командная работа. И сегодня, коллеги, очень важно, что Владимир Витальевич будет к нам сейчас подключаться, да, чтобы вместе с нами поработать. Владимир Витальевич, Республика Коми вас приветствует. Мы ждем вас на нашем онлайн-семинаре. Традиционно вы можете задавать вопросы, уважаемые коллеги, через наш чат. А также Анастасия Николаевна может получить ваши вопросы уже после завершения нашего семинара, на который мы постараемся ответить. Владимир Витальевич, очень рады вас видеть. Вы с нами уже работали, и мы передаем слова благодарности от нашего профессионального сообщества. Спасибо, что вы вместе с нами. Спасибо большое. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Все в порядке? Слышно меня, да? Все нормально? Хорошо слышно, видно. Передаем вам слово. Спасибо огромное. Коллеги, благодарю вас за приглашение и возможность поделиться теми материалами, идеями, принципами, которые мы, как разработчики, закладывали в примерную программу воспитания. Очень радует, что, собственно говоря, стараются сохранить нашу идеологию, деятельностный подход. И сегодня я в отведенное мне время хочу попробовать успеть сказать несколько слов о работе с детским самоуправлением в образовательной организации. Причем, коллеги, именно было, что речь будет идти о написании инвариантного модуля. На самом деле мне бы хотелось чуть больше сказать не столько о написании модуля, сколько об организации деятельности. Потому что на самом-то деле написать модуль, в общем-то, особого труда не составляет. В конце концов, можно взять за основу тот материал, который существует в примерной программе, да, как-то его изменить, может быть, адаптировать, или просто взять без изменений. Но гораздо сложнее реально организовать ту деятельность, да, которая будет построена на принципах детского самоуправления в своей школе. И именно об этом я и хотел бы сегодня поговорить. Как организовать деятельность на принципах детского самоуправления. И начать я хотел бы, наверное, с вопроса, который, в общем-то, довольно часто возникает. А зачем? Да, зачем нам нужно детское самоуправление? С точки зрения здравой, обычной логики, да, чем оно полезно для воспитания и почему детское самоуправление является, реально, с моей точки зрения, незаменимым инструментом в процессе воспитания. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, я, коллеги, хочу поговорить с вами об одном явлении, которое сейчас мы довольно массово наблюдаем, и я думаю, что если здесь собрались представители школ, да, я вижу, что коллеги, работающие непосредственно в образовательных организациях, то вы, наверное, со мной все согласитесь, потому что в какой бы аудитории я не начинал этот разговор, то в самых разных, да, уголках нашей Родины, все соглашались с тем, что это явление действительно присутствует. Я пока не буду его называть, а позволю себе вам прочесть один текст. И я думаю, что после того, как вы этот текст послушаете, вы мне скажете, о чем же в нем идет речь. Я чуть позже на следующем слайде вам выведу название этого текста, потому что очень многие после того, как я его читаю, спрашивают, а где его взять? А можно, мы хотели бы своим родителям прочитать, в смысле родителям тех детей, с которыми мы работаем. Я обязательно сообщу вам, где этот текст можно взять. А пока просто послушайте, а после того, как я завершу, соответственно, мы немножко поговорим, да, о том, что это за явление. Да, я прошу вас, может быть, более активно быть в чате, во всяком случае, использовать те инструменты обратной связи, которые у нас есть. Итак, нет большей напасти для человека, чем родительская любовь. Настоящая, слепая, маниакальная. Позвони домой, а не то я. Большинство неприятностей бьют индивидуума снаружи, и только это разъедает изнутри ежедневно в самом податливом возрасте. Даже тюрьма, сума и армия деформируют личность не больше, чем ежедневное требование надеть шарф. Съешь морковку, съешь яблочко. Чайку не хочешь? Через час будем обедать.
Через полчаса будем обедать. Где ты ходишь? Мой руки. Только не поздно. А Миша не у вас? А во сколько он вышел? А шапку он надел? Она вышла замуж? Так ты из-за этого только? Она тебя не стоит, глупая провинциальная девочка. Почему ты на меня все время орешь? Я тебя провожу, я тебя встречу. Тебе пора спать. На улице холодно. Запрись как следует. Опусти уши. Не печатай это, я боюсь. Не пей сырую воду. Главное совсем соглашаться, учил товарищ по несчастью. Звонит вечером друг с вокзала. Встречай. Одеваешься. Выходит в прихожую, говорят, никуда не пойдешь, поздно. Хорошо, никуда не пойду. Раздеваешься, уходит. Опять одеваешься и быстро уходишь, не обращая внимания на крики на лестнице. Мой друг – неврастенник. Боксер и неврастенник. Дикое сочетание. 3 года живет в Германии без родителей со своей семьей и все еще неврастенник. Любит прирожденных убийц. Я его понимаю. Людям, не видавшим, понять не дано. Они легкие и снисходительны. Когда им говоришь, что собственный дед тяжело больной психопат, потому что через 5 минут после звонка, едущий домой 40-летней дочери, вперивается в дверной глазок и 50 минут стоит столбом, они наставительно говорят, что вот когда у тебя будут свои дети, тогда ты поймешь. Они просто счастливые. К ним в 40 лет, зашедшим к соседке поговорить, ни разу не являлся 65-летний отец и не уводил за руку домой, потому что уже поздно. Они наивно смеются и предлагают в крайнем случае разменять квартиру. Им невдомек, что человек, видавший лихо родительской любви, не умеет разменивать квартиру. Дай бог, чтобы он умел хотя бы за нее платить. Он вообще ничего не умеет. Принимать решения, принимать похвалу, жить вместе, приспосабливаться, уступать, держать дистанцию, покупать, чинить, отвечать. От ужаса перед миром он ненавидит людей гораздо сильнее, чем они того заслуживают. Внешняя любовь для него наркотик, который он всегда получал бесплатно и здорово подсел. Наркотическая зависимость прогрессирует, истерической маминой любви уже не достает, нужны сильнее галлюциногены, а их за так не дают. А любить он, между прочим, тоже не умеет, потому что для любви всегда нужна дистанция, а он, залюбленный с детства, да и отдавать не привык, да к тому же знает, как обременительна любовь для ее объекта, и инстинктивно старается не напрягать симпатичных ему людей. Начинаются метания между «я червь» и «я бог», мучительные думы, рефлексия, взгляд на себя со стороны, который не может не усугублять. Взрослый любимый ребенок – это наследный принц, которого гуманно отпустили жить после того, как папе отрубили голову. Лучше бы не отпускали, лучше добить сразу. Сочетание тирана и младенца в одной душе надежно отрезает человека от человечества. Дальше маминой помощи уже не надо. Трагедия его уже самоналажена, он способен воспроизвести ее сам. Впрочем, если мама еще не умерла, она всегда найдет время позвонить и спросить, что он сегодня кушал и куда вчера запропастился. Это давно уже стало бичом целых наций. Вернувшийся из Израиля, друг рассказывал, что там выросло целое поколение вечных недорослей, детей тех, кого миновал погром и крематорий. Детей, которым никогда не стать взрослыми, потому что им до старости будут внушать, что они похудели, и не пускать на улицу, потому что там собаки, машины и преступники. Так мир делится надвое еще по одному признаку. На одной его стороне живут нервные, одинокие неряхи с суицидальными наклонностями, до старости пытающиеся казаться крутыми. На другой легкие, праздничные, всеми любимые куролесы, до старости сорящие деньгами и палками. У них все хорошо. В момент их взросления родители занимались работой, друг другом, устройством личной жизни, не только не любовью к чадам. Кого-то отец-режиссер в 16 лет оставил в квартире с деньгами на 2 года и уехал с мамой в экспедицию. Кому-то отец-академик в те 16 заявил: дальше сам. Вот твоя комната и завтрак дома, а остальное не наше дело. Значит, это правильные дети, их можно отпускать одних, не то что моего, спокойно скажет на это любая профессиональная «я ж мать» и солжет. Это неправильные дети, это правильные родители. В 16 лет бросать одного можно и нужно любого человека, кроме Сережки из книжки «Судьба барабанщика», который то горжетку продаст, то шпионов напустит. В несословном обществе принц всегда несчастнее нищего, инфант-беспризорника, Том Сойер, Гекльберри Финна. У одних жизнь проходит в жалобах и мечтах, у других в фантастике и приключениях. Одни намертво впаяны в свою квартиру, другие меняют ключи, как перчатки, снимая и гостя у друзей. Военкоматы никогда не могут их найти, а если находят, то натыкаются на уверенные, быстро сделанные отмазы, а если прихватывают, то и здесь франки-встанки легко оказываются в секретке, в чертежке, в оркестре, причем безо всякой протекции, с детства приученные самостоятельно решать проблемы. В боевых мазутах служат с детства закутанные чада. Назад они приходят с удвоенной миропоязнью, замкнутостью и ненавистью к человечеству. Родня выстригает им седые виски и тут же рекомендует одеться потеплее. Это тихое, глухое механическое помешательство. Чтобы ребенок рос здоровым, его посреди 4 класса загоняют в постель через минуту после Нового года и 3 часа удовлетворенно слушают рыдания в подушку. Липкие, как леденец, назойливые, как цветочная торговка, глухие, как почетный караул, родители упорно и злобно не желают видеть, что болеют те, кого кутали, одиноки те, кого женили, и бьют тех, кого провожали. Они методично отстаивают свое право любить,
пока самым смелым в предположениях детям не приходит в голову, что защищают они себя. Это мне хочется, чтобы сын справлял день рождения дома со мной, а что ему хочется, это не важно. Это я волнуюсь, когда тебя нет дома, поэтому умри, а будь в 10. А то, что ты, предположим, к морозу привык и на снегу спал не раз и не 10, это наплевать. Я же тебя там не видел, а сердце у меня не болело. А здесь изволь застегнуться. В общем, я понимаю, почему у Жени Лукашина, из «Иронии судьбы», до 36 не было семьи. У нее зато была мама, та самая. Вот скажите мне, пожалуйста, как с точки зрения называется явление, да, о котором идет речь в этом тексте, кстати говоря, я обещал сказать, как он называется. Называется он «Горький хлеб маминого сына», его автор Денис Горелов. Вот, и можно его по следующему адресу, собственно говоря, скачать. Вот уже в чате кто-то ответил, что речь идет, конечно, о гиперопеке. Вот, и надо сказать, что с моей точки зрения, да и не только с моей точки зрения, а по результатам различных исследований самого разного уровня, возраст взросления, да, у нас все больше и больше увеличивается. Вот, увеличивается он по многим причинам, да, но в том числе по причине вот такой массовой гиперопеки, которая формирует в растущем ребенке ощущение, что взрослеть нет необходимости, незачем. Вот. Это гиперопека и в каких-то государственных инстанциях, учреждениях. Все меньше у ребенка пространства самостоятельности, да, а ведь самостоятельность – это та самая возможность, благодаря которой у ребенка формируется ощущение ответственности. А ведь ответственность – это, в свою очередь, то, что определяет его взросление. Да, какого человека мы называем взрослым? Не с точки зрения биологического возраста, а с точки зрения человеческих качеств. Мне всегда казалось, что взрослым мы считаем человека, умеющего нести ответственность. За что? За себя, за свои поступки в первую очередь. Во вторую очередь, может быть, за тех людей, которые рядом. И чем старше человек, тем большее количество людей он включает в свою зону ответственности. Да, это в первую очередь близкие люди, родственники, да, как пожилые, так и более младшие, ну и так далее. И вот это вот чувство ответственности мы, безусловно, тоже должны формировать. Так вот, есть ощущение, что самоуправление, как инструмент, при помощи которого мы создаем для ребенка пространство самостоятельности, один из немногих инструментов, который помогает вот эту самостоятельность воспитывать. Как я уже сказал, к сожалению, все меньше и меньше в школе остается возможностей для самостоятельности ребенка. В школе мы довольно часто нуждаемся в быстром результате, в быстром поведенческом, в первую очередь, результате. Да? Нам нужно, чтобы дети хорошо себя вели на уроке, выполняли определенные правила, да, ну, там, приносили на урок сменную обувь, вели себя там культурно, вежливо, да, не нарушали тех правил, которые существуют в образовательной организации. И довольно часто для достижения этого результата быстро мы применяем авторитарные инструменты. Да? Мы регламентируем какой-то набор санкций, да? Мы используем собственные там, не знаю, так сказать, возможности для того, чтобы эти правила навязать ребенку и так далее, и так далее. И вот здесь мне бы хотелось вспомнить слова Януша Корчика. Да? Он сказал вот такие слова. Если хочешь быть надзирателем, можешь ничего не делать. Для внешнего порядка, внешних хороших манер, дрессировки на показ нужны лишь твердая рука и многочисленные запреты. Чем скуднее духовный уровень, тем бесцветнее нравственный облик, тем больше забота о собственном покое и удобствах, тем больше запретов и приказаний, продиктованных мнимой заботой о ребенке. Должен сказать, что такого рода действия, они, безусловно, достигают определенного результата, но лишь на короткое время. Мы все хорошо знаем, что чаще всего нам удается достичь первого уровня воспитательных результатов, когда ребенок знает, как нужно и как правильно себя вести. Ну, трудно как бы спорить с тем, что дети, обучающиеся, скажем, в средних классах, да, нашей школы, там, 6, 7, 8, не знают о том, что курить вредно, материться плохо и так далее, и так далее. Но, тем не менее, мы довольно часто не достигаем следующего уровня воспитательных результатов. У нас не получается сделать так,
чтобы эти знания стали внутренними ценностями ребенка. Внутренними ценностями ребенка. Нам не всегда удается достичь того результата, что ребенок действительно не делает этого, когда знает, что сейчас никто из взрослых его не видит. Ну, то есть подавляющее большинство детей, да, ведет себя довольно сдержанно при родителях и учителях. Не матерится, да, не злоупотребляет какими-то вредными привычками. Но, тем не менее, зачастую, оказываясь вне поля зрения взрослых, учителей и прочее, эти ребята ведут себя совсем иначе. Вот. А мы-то хотим, чтобы нашими воспитательными результатами стали не только знания ребенка о том, как правильно и неправильно себя вести, но ценности, да, которые он несет с собой из школы, и, соответственно, они будут определять его поведение в том месте, где он окажется без нас. Знаете, вот вспоминаю фразу, которую в свое время сказал Антон Семенович Макаренко. Он сказал следующее. Он сказал, что является истинным мерилом человеческой личности. Истинным мерилом человеческой личности является поступок, который человек совершает наедине с самим собой. И вот для того, чтобы наедине с самим собой наши дети совершали правильные поступки, мы должны заниматься формированием ценностей. Почему это эффективнее и результативнее всего делать, используя инструмент детского самоуправления? Но в первую очередь потому, что самоуправление неразрывно связано с коллективом, с детским коллективом и с воспитанием в детском коллективе. Вот. По сути, мы говорим о том, да, и я напомню, что примерная программа воспитания исповедует деятельностный подход, а значит, мы говорим о том, что у ребенка и у взрослого должна быть какая-то общая деятельность, да, причем лучше всего, чтобы эта общая деятельность объединяла не только одного ребенка и одного взрослого, хотя так тоже возможно, но объединяла бы нескольких детей, да, какое-то количество детей и одного или нескольких взрослых. Речь здесь идет об общей деятельности, не об одинаковой, а об общей. Я приведу пример. Вот. Предположим, мы говорим об объединении дополнительного образования. Да, ну, скажем, о пресс-центре. В этом пресс-центре его руководитель, педагог, учит ребят журналистике и газетному делу. Вот. И он может это делать по-разному. В какой-то момент он может просто проводить занятия, рассказывая ребятам жанры газетных статей, да, каковы правила верстки и так далее, и так далее. И здесь у каждого свой результат. Каждый ребенок усвоил или не усвоил те или иные знания. Да, кто-то пропустил занятия и что-то не услышал, но другие от этого не пострадали. Совершенно иным образом будет построена работа такого пресс-центра, если в какой-то момент педагог скажет: ребята, а давайте выпускать школьную газету. С этого момента их жизнь серьезно поменяется, потому что это общее дело и общий результат. И от того, кто и насколько включится в этот процесс, будет зависеть успех общего дела. Кто-то один не выполнил данное ему поручение вовремя, и весь процесс остановился. Говоря более научным языком, между ребятами начинают возникать взаимоотношения функциональной взаимозависимости. Это и есть та самая основная деятельность детского коллектива. И постепенно, по мере того, как ребята будут в этой деятельности осваиваться, эту деятельность можно постепенно передавать самим ребятам. Это и есть самоуправление. Мы об этом еще сегодня будем говорить. Ну и, конечно, наверняка, когда существует детский коллектив, у него есть какая-то внутренняя жизнь, да, взаимоотношения, конфликты, там, какие-то праздники, поздравления, атмосферные дела и так далее, и так далее, и так далее. Вот почему самоуправление является основой жизни нормального детского коллектива. Да, коллеги, если по ходу моего выступления у вас будут возникать какие-то содержательные вопросы, я буду очень рад, если вы будете писать их в чат. Вот. Теперь давайте пойдем вглубь и будем разбираться, что такое действительно детское самоуправление. Вот определение, которое в свое время дал мой коллега Дмитрий Васильевич Григорьев. Он определял самоуправление как режим протекания совместной и самостоятельной деятельности школьников
обеспечивающий позитивную динамику равноправных отношений в детской среде и задающий реальные возможности для личностного самоопределения детей. Вот. Я же хочу к этому добавить, коллеги, что с моей точки зрения самоуправление – это некий принцип организации совместной деятельности педагога и детей, когда педагог осознанно передает детям ответственность за планирование, содержание и результаты какой-то части работы в рамках их совместной деятельности. Вот. Мы же это слово «ответственность» уже называли. Мы уже называли это слово «ответственность», но я хочу еще раз к нему вернуться. Потому что ответственность – это ключевое понятие в области детского самоуправления. Это может быть ответственность за собственные действия и выполняемые ребенком поручения. Это может быть ответственность за вверенное имущество. Это может быть ответственность за действия других людей. И эта ответственность автоматически подразумевает абсолютное право принятия решений в зоне своей ответственности. Да, взрослый может принимать участие в принятии решений лишь с правом совещательного голоса. Как только взрослый использует авторитарные инструменты или единолично принимает решения, детское самоуправление заканчивается. Что я хочу сказать, раскрывая эти тезисы? Раскрывая эти тезисы? Мы должны понимать, что мы готовы отдать ребятам, полностью не переживая за результат. Если в какой-то сфере деятельности мы за результат переживаем, и он для нас значим, то значит в этой сфере мы ребятам что-то отдать не готовы. Еще одно заблуждение, которое довольно часто существует в сфере детского самоуправления, это заблуждение о том, что это самоуправление – это всегда управление другими людьми. Ничего подобного. Самоуправление – это управление деятельностью, какой-то частью деятельности, и в том числе самим собой. То есть это гораздо более широкое понятие, в рамках которого мы даем ребенку маленький кусочек ответственности за общее дело. Понятно, что в своем развитии самоуправление так или иначе будет довольно сильно связано с организаторской деятельностью, да? Но это не обязательно организация других людей. Давайте я немножко расскажу об этом на примере собственного опыта и собственной практики. Да? Дело в том, что я, несмотря на то, что занимаюсь научной деятельностью в этой сфере, тем не менее, работаю с живыми детьми, у меня есть досуговый центр, это можно назвать учреждением дополнительного образования, просто не государственное учреждение, вот, в котором мы занимаемся детским туризмом, детской журналистикой и так далее. Вот, и одной из форм нашей деятельности являются туристско-краеведческие различные экспедиции, когда мы с ребятами ездим в другие города, с целью расширения кругозора, да, повышения знаний по истории, по краеведению и прочее. И вот эти поездки у нас организуются на принципах детского самоуправления. Как это выглядит? Очень просто. Достаточно за большой длительный срок до предполагаемой поездки мы выбираем детское командование, да, в состав которого входит ребенок командир поездки, ребенок завхоз, ребенок казначей, ребенок культуролог, и так далее. У каждого из этих детей есть свои функции, которые они выполняют. Например, у ребенка культуролога, да, есть задача рассчитать бюджет поездки, а это не самое простое дело, да, рассчитать бюджет поездки 40 детей на неделю в другой город. Это такая сложная задача. Понятно, что он может обратиться за помощью к взрослому, если он не очень опытен, взрослый вообще может это делать вместе с ним, но тем не менее. Вот. Задача культуролога – спланировать культурную программу поездки, определить те музеи, в которые группа попадет, да, те объекты, которые она посмотрит, а дальше связаться с этими объектами, договориться о том, что в этом месте нас будут в такой-то день, в такое-то время ждать. И это реальная, настоящая деятельность. Да? Это не имитация такой деятельности, не игрушки какие-то. Вот.
возникает вопрос. Само собой понятно, что для того, чтобы ребята занимались подобного рода вещами, они должны иметь достаточно большой организаторский опыт, да, потому что это вопрос ответственности. Да. С чего же можно начать? Можно ли придумать какие-то маленькие, небольшие совсем кусочки деятельности, которые можно предложить новичкам, например? Да, то есть тем ребятам, которые только-только начинают свой путь в коллективе. Да, можно. Опять приведу здесь конкретный пример. В ходе таких поездок, из той же области, в ходе таких поездок, помимо каких-то экскурсий, которые оформляются официально, например, там мы договариваемся с учреждениями культуры, с музеями, с экскурсоводами, безусловно, в каждом месте и городе есть какие-то памятники архитектуры, может быть, какие-то монументы, да, какие-то интересные места, которые не входят в такие официальные туристские маршруты, но, тем не менее, посмотреть на них хотелось бы. Да? Ну, например, там, в Санкт-Петербурге это там, небезызвестный Медный всадник. Вот. Очевидно, что мы будем проходить мимо, и, наверное, будет здорово, если о нем кто-то расскажет. Вот так у нас появилась история с детьми-экскурсоводами. Да, когда заранее, до поездки, ребята разбирают такие объекты из списка, да, список формирует культуролог, вот, и, соответственно, выбирая из этого списка какой-то памятник, соответственно, ребенок готовит о нем экскурсию, и когда группа подходит к этой достопримечательности, культуролог останавливает всех и говорит: ребята, а сейчас об этом памятнике нам расскажет там Сережа. Все образуют полукруг, Сережа выходит в центр и в течение 5 минут рассказывает об этом памятнике. Ну, понятно, что хорошо будет, если эту экскурсию заранее послушает кто-то из взрослых, да, убедиться, что она интересна, содержательна, поможет, может быть, это ребенок, подскажет ему о том, что стоит убрать из экскурсии, что, может быть, добавить, ну и так далее, и так далее, и так далее. Вот, то есть можно найти какие-то небольшие элементы, которые можно предложить детям, и на этих элементах они будут оттачивать свои организаторские навыки. Потому что для того, чтобы провести такую экскурсию, нужно к ней подготовиться. Это вопрос твоей ответственности перед другими ребятами. А когда ты научился это делать, когда все видят, что ты выполняешь такого рода поручения качественно, хорошо и так далее, вот, то в этой ситуации, соответственно, наверное, можно тебе предложить какие-то более сложные поручения. Теперь давайте зайдем в эту историю немножко с другой стороны. Как организовать процесс? Да? Вот, идеология понятна. Теперь, а что конкретно надо делать? В первую очередь, надо начать с того, что отдельные элементы деятельности готовить с привлечением ребят. И здесь я хочу вам сказать, что ничего такого кардинально нового я вам не расскажу, потому что если вы слышали такое словосочетание, как технология коллективной творческой деятельности, это известная история, которая возникла в 60-е годы прошлого века в Ленинграде, и в свое время получила достаточно большую популярность, вот, то это вот оттуда, да, и если кому-то там интересно, кто-то не слышал, да, или может кто-то получше с этим хочет познакомиться, то вот я адресую это к книгам Игоря Петровича Иванова, Семена Львовича Соловейчика, Анатолия Николаевича Лутошкина и так далее, да. Вот, они в своих трудах, собственно говоря, и рассказывают о том, как работать с детской группой, организовывая ее работу так, чтобы у каждого был маленький свой кусочек, участок какого-то дела. Вот. Ну и вот сейчас я хотел бы вас с этим познакомить. Да, в рамках этой технологии, когда мы готовим с ребятами какое-то дело, неважно, будет ли это классный огонек, будет ли это школьный турслет, будет ли это какой-то, например, утренник для ребят из младшей школы, может быть, новогодний праздник для первоклассников, то, наверное, начать надо с разговора с ребятами о том, зачем это все, чего от этого дела мы хотим, да, что оно даст нам, что оно даст другим людям, вот, чего хотим мы, да, это так называемая стадия коллективного целеполагания. И будет здорово, если на этой стадии взрослый даст ребятам высказаться. Да, может быть, будет направлять их какими-то вопросами, но при всем при этом не будет навязывать им своего видения или взгляда. На этой же встрече, да, по подготовке того или иного дела будет правильно
определить некую организаторскую группу. Ну, например, если речь идет о подготовке, там, скажем, классного огонька, то понятно, что всем классам готовить огонек достаточно тяжело. Ну, 20 человек – это такая группа тяжелая в управлении с точки зрения общей деятельности. Поэтому нужен какой-то такой организаторский штаб. И в технологии коллективно-творческой деятельности этот штаб называется совет дела. Совет дела. Вот. Надо предложить ребятам такую группу выбрать, да, она должна состоять не из очень большого количества ребят, ну, скажем, там, может быть, человек из 5, да, вот, и будет здорово, если у него будет командир, которым хорошо, чтобы стал самый опытный в организаторском плане ребенок. Вот. И в этой ситуации, опять же, не стоит навязывать ребятам свой выбор. Если ребята хотят видеть именно этих ребят в совете дела, то пусть, ничего страшного. Вот. В дальнейшем история заключается в том, что взрослый в большей степени работает именно с этим организаторским штабом, с этим советом дела. Вот. То есть составляет с ними план дела, да, предполагает, что в какое время будет. Вот, например, в качестве плана здесь на слайде я изобразил, скажем, план проведения школьного туристического слета, вот, который, например, в выходные дни может проходить в какой-то ближайшем к школе там, парковом лесном массиве, да, или даже на территории школы, если территория школы позволяет, да, есть какая-то достаточная местность. Вот, то есть задача совета дела объединить все те разнообразные предложения, которые были высказаны ребятами, соответственно, сформировать из них некую непротиворечивую картину. Вот, и после того, как эта картина сформирована, становится ясно, что нужно сделать для того, чтобы это дело прошло. Да, то есть формируется некий список поручений. И с этим списком поручений, соответственно, весь совет дела выходит опять в коллектив. То есть приходит в класс и говорит: ребят, нам нужно сделать вот это, вот это, вот это и вот это, вот это. Кто за что хотел бы взяться? Тут в первую очередь, конечно, нужно обращаться к формату типа желания, да, то есть чтобы ребята в основном выбирали поручения по желанию. С другой стороны, если мы видим, что кто-то с чем-то справится лучше, то, наверное, надо сказать, что, Маш, ты знаешь, ты вот хорошо как бы рисуешь, можно мы тебя попросим нарисовать плакаты, да, ну, вот, лучше тебя, к сожалению, это никто не сделает, ну или, к счастью, непонятно. Вот, а когда поручения розданы, после того, как они розданы, соответственно, наступает момент их выполнения. Здесь надо понимать, что выполнение этих поручений надо сопровождать. То есть, если ребенок получил поручение и не обращается к нам с вопросами, это повод для беспокойства. Это значит, что он либо забыл, либо столкнулся с какой-то проблемой, ничего не делает, ну и так далее. То есть здесь важно обеспечить ситуацию успеха, чтобы у ребенка поручение получилось. Да, именно тогда он скажет: да, мне понравилось, я хочу еще. Если же у него не получилось, он столкнулся с неудачей, в этой ситуации он, скорее всего, скажет: ой, нет, мне это не понравилось, я больше ничего в таком участвовать не хочу. То есть здесь важно, чтобы педагог курировал совет дела, и ребята из совета дела тоже периодически спрашивали у своих товарищей: ну как, там получается, все нормально, ты делаешь, там, и прочее. Если есть необходимость, аккуратно помогать. Ну, собственно, дальше наступает этап, который называется репетиция или проверка готовности. Вот, в зависимости от дела, ну, дела же могут быть разные, бывают большие масштабные уличные дела, бывают небольшие, краткосрочные, ну и так далее, и так далее. И в зависимости от того, какого вида дела, надо как бы максимально постараться сделать так, чтобы ничто нам не помешало. Например, если дело уличное, то продумать, что мы будем делать в той ситуации, если, например, пойдет дождь. Вот. В этом плане важно быть параноиком, да, и всегда стараться предусмотреть даже самые разные варианты. Ну, например, однажды при проведении там, финального вечера в летнем лагере у нас за пару часов до его проведения в этом корпусе, где был зал, отключилось электричество. Да, ну, естественно, вечер, там 10 часов вечера или 9, электрик уже домой ушел и прийти не может, ну и вот надо было как-то выкручиваться. То есть в этом смысле всегда, ну, как бы надо стараться иметь в виду запасный вариант. Дальше наступает само дело. И, соответственно, в процессе самого дела будет здорово, если и педагог, и сам совет дела не будут вести какие-то участки, выполнять какие-то работы, потому что, скорее всего, будут какие-то непредвиденные моменты,
и надо будет что-то делать. Ну, например, мы проводим классный огонек, и вдруг выясняется, что тот человек, который должен был принести, ну, скажем, чайник электрический, он заболел. Да, и, конечно, здорово в этой ситуации иметь свободные руки, да, или свободного человека, который резко попробует эту проблему решить. Вот, каким-то образом. То есть будет затыкать те дырки, которые будут происходить. Вот. Казалось бы, после того, как дело прошло, можно вздохнуть свободно и забыть, но на самом деле после этого наступает, на мой взгляд, один из самых важных этапов дела, без которого, наверное, мы не достигаем той воспитательной результативности, которой могли бы. Это подведение итогов. Это подведение итогов. Хочу вам сказать, что подведение итогов, как коллективный групповой разговор с ребятами, это, ну, не самая простая задача для педагога. С моей точки зрения, воспитательные возможности педагога так вот подведить итоги с ребятами. Попробую дать несколько таких технологических советов. Во-первых, стоит посадить ребят только в клуб, чтобы подчеркнуть, что мнение каждого для нас важно. Традиционная посадка в школьный класс, когда дети сидят за партами, а учитель перед ними, ну, здесь неправильно и помешает сделать это хорошо. Важно, чтобы педагог содержательно говорил только в конце. Он может вести обсуждение, модерировать, задавать уточняющие вопросы, но высказываться по существу ему лучше в конце, потому что если он высказался в начале, ребятам, ну, нечего будет говорить. Он же взрослый, большой, умный, значит, как бы все уже сказал, всем остается только согласиться. Вот. Важно очень четко поддерживать дисциплину, чтобы была полная тишина и чтобы говорил только один. Важно обозначить ребятам некие этические правила разговора, да, сказать о том, что ни в коем случае мы не оцениваем людей. Вот, люди у нас все хорошие, оцениваем мы дело и поступки людей. Будет здорово, если ребята сосредоточатся на том, что не получилось, потому что это поможет нам понять, в какую сторону двигаться дальше, что менять в этой ситуации. Да? То есть можно говорить, все было здорово, но это нас никак не продвигает. И если вы хотите сказать о чем-то, что не получилось, или там кого-то покритиковать за тот или иной, ну, неправильный с вашей точки зрения поступок, это надо делать только с уважением. Надо вообще подсказывать ребятам, что этот разговор нам нужен для того, чтобы в следующий раз сделать дело лучше. И чтобы все, кто здесь сидит, тоже стали лучше, потому что в ходе общей совместной деятельности мы видим друг друга такими, какие мы есть, а значит, имеем возможность дать друг другу какие-то советы. Если тебе сказали что-то, ну, не очень лицеприятное, на это не надо обижаться, а надо принять это к сведению, потому что тебе сказали это не для того, чтобы тебя обидеть, а для того, чтобы тебе помочь измениться к лучшему. Ну и, наконец, после этого наступает этап, который называется ближайшее последействие, который заключается в том, что надо обсудить с ребятами, а что мы будем делать дальше. После успешно сделанного дела, поставленного спектакля, проведенного похода, утренника для малышей и так далее, у ребят есть эйфория, да, такое вот как бы чувство подъема от того, что все было классно и здорово. И именно это чувство подъема и эйфории надо использовать для того, чтобы поговорить с ними, а куда мы с вами двигаемся дальше. Вот, коллеги, это то, чем я хотел с вами сегодня поделиться, рассказывая о том, как с нашей точки зрения правильно и эффективно, да, организовать деятельность с использованием инструментов детского самоуправления. Вот, наверное, как-то так. Я готов ответить на ваши вопросы. Большое спасибо за внимание. Коллеги, вижу, что еще раз. Спасибо огромное за доклад. Очень интересно вас слушать, особенно учитывая, что вы непосредственно автор данного направления, да, освещали модуль так действительно детально, ярко и с призывом, да, вот к той событийной жизни, которой мы пытаемся наполнить, да, жизнь школы и общеобразовательных организаций и Российской Федерации, и Республики Коми. Я так полагаю, у коллег пока вопросов не родилось, но у нас вопросы поступают чуть позже, мы потом связываемся с нашими федеральными экспертами и эти вопросы передаем. Если мы получим связь, да, будет замечательно. Спасибо вам огромное.
что вы подключились, нашли такую возможность. Знаем, что вы сейчас работаете со многими регионами, но вот вы вышли именно к нам, и не в первый раз. Мы вам очень благодарны и признательны. Вот слова благодарности звучат от наших коллег. Спасибо, всего доброго. Всего До доброго, свидания. удачи, коллеги, в вашем непростом труде. Спасибо огромное До свидания. за то, что вдохновляете. Спасибо. Ну что ж, уважаемые коллеги, мы продолжаем наш семинар, и сейчас к нам подключается Татьяна Валерьевна Павлова, это заместитель директора по воспитательной работе гимназии имени Александра Сергеевича Пушкина города Сыктывкара. Мы очень признательны, что Татьяна Валерьевна, находясь в отпуске в городе Калининграде, нашла возможность все-таки поучаствовать в нашем семинаре, обратиться к вам, уважаемые коллеги, со своим опытом работы своего родного образовательного учреждения, да, и представить вот нам сегодня нам Татьяна Валерьевна представит инвариантный модуль, извините, рабочей программы воспитания «Профориентация». Вам слово, Татьяна Валерьевна. Здравствуйте. Спасибо, Антонина Николаевна. Добрый день, уважаемые коллеги. Как уже Анастасия Николаевна сказала, нахожусь в Калининграде, поэтому вам привет из солнечного Калининграда. Вот. И мое выступление, тема моего выступления вы увидите на экране. Выступление, понятно, что профориентационная работа, она проводилась, проводится и будет проводиться, наверное, во всех образовательных организациях. И в связи с введением рабочей программы воспитания, то есть это не новшество, да? Но здесь, наверное, рабочая программа воспитания, она заставила немножко переосмыслить подходы к организации профориентационной работы. Итак, как уже было сказано, модуль профориентационной работы, он не является инвариантом для образовательных организаций, в которых реализуется только программа на уровне начального общего образования. Но гимназия приняла для себя такое решение, что профориентационная работа, она проводится организация на всех уровнях образования, включая начальное общее образование. И понятно, что содержание модуля рабочей программы воспитания, например, на уровне начального общего образования, оно будет отличаться от содержания модуля на уровне среднего общего образования. Поэтому перед началом работы над модулем рабочая группа по написанию программы, она, конечно, села и задала себе следующие вопросы. Во-первых, какая цель профориентационной работы на каждом уровне образования? Кто осуществляет профориентационную работу на каждом уровне образования? Какие направления профориентационной работы отражаются в модуле профориентация в рабочей программе воспитания на каждом уровне образования? То есть вы, несомненно, все знакомы с примерной программой воспитания, и там прописаны, то есть она является конструктором, из нее мы берем информацию. Там прописаны основные направления, которые образовательная организация может реализовывать. Так вот, здесь мы уже примеряли на каждый уровень отдельно и выбирали эти направления. Далее, какими формами мы наполним каждое направление профориентационной работы? Ну и, наконец, как отражаются эти мероприятия в плане воспитательной работы, рабочей программы воспитания на каждом уровне образования, чтобы модуль, содержание модуля и план, они стыковались. Давайте рассмотрим каждый уровень образования по отдельности. Так вот, профориентационная работа на уровне начального общего образования. И здесь мы для себя цели поставили формирование представления о мире профессии, о понимании роли труда в жизни человека через участие в различных видах деятельности. И здесь мы для себя определили 3 основных направления работы. Прошу прощения. Для начала, кто организует? Здесь у нас, мы с вами видим, классный руководитель. Да? Классный руководитель на уровне начального общего образования, в принципе, это равно учитель-предметник. Далее непосредственные участники профориентационной работы, организаторы, да, это родители. Родители как помощники при организации мероприятий, родители как представители различных профессий. Педагог-организатор, воспитатель группы продленного дня. Ну и, конечно, в центре стоит ученик, которому мы и помогаем. Далее, какие 3 основные направления мы для себя выбрали и какими формами работы мы их наполнили? Во-первых, это циклы профориентационных часов, направленных на знакомство учащихся с различными профессиями, осознание значимости разных профессий. Здесь понятно, что каждый учитель-предметник, каждый классный руководитель, он выбирает тематику классных часов свою. Но среди тех, которые проводятся в гимназии, есть такие профессии моих родителей.
все профессии нужны, все профессии важны. Кто работает в школе? И здесь вот у ребят приходит осознание, что на самом деле в школе работают у нас не только учителя, не только, может быть, заместитель директора, или там сам директор, да, что у нас школа не может существовать, например, без работников столовой, без работников медпункта, даже без гардероба, да, ведь у нас как театр, как и школа начинается у нас с вешалки, да, ребята раздеваются перед началом уроков. Далее встречи с интересными людьми. И при этом вот здесь, вот уже даже на уровне начального общего образования, у нас ребята являются не только получателями информации, но также они могут выступать и инициаторами. Вот, например, на фотографиях, на данной слайде на фотографии представлены ребята из 2 А класса, и в этом году они стали инициатором цикла встреч с интересными людьми. Да? Это были и родители, то есть и знакомые родители, то есть они выступили инициаторами. А с этим проектом гимназия выступала на муниципальном конкурсе «Классный совет дела в действии». То есть вот здесь у нас сочетается уже и ученическое самоуправление, и профориентационная работа. Следующее направление, которое гимназия для себя определила в рамках профориентационной работы на уровне начального общего образования, это, прошу прощения, Итак, следующее направление – это профориентационные игры. Симуляции, расширяющие знания учащихся о типах профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной учащимся профессиональной деятельности. Здесь на помощь приходят, например, у нас такие настольные игры, как «Угадай профессию», «Не в деньгах счастье». Эта тема, настольные игры, сейчас очень актуальна в связи с ограничительными мерами по недопущению коронавирусной инфекции. И учащиеся на переменах, они больше времени, чем нежели раньше, в прошлом, позапрошлом учебном году проводят в классе, вот можно соединить приятное с полезным. Такие формы работы используются, как, например, игра-рассказ, один день из жизни. При этом это может быть, например, на уровне одного только класса будет, да, когда ребята, группы ребят, звездочки, семейки, они получают, например, одну из профессий, должны описать один день из жизни представителя этого профессии, а это заставляет их задуматься вообще о деятельности этого человека, да, о его ежедневных обязанностях, о его каких-то функциях, да. Так это может быть, например, проведено между классами, да, то есть когда каждый класс получает по представителю профессии, да, и тогда уже можно это более глубоко посмотреть. Дальше, игра исследования, кто это создал? То есть нас в повседневной жизни, не только в том числе и в школьной жизни, да, окружают вообще просто тысячи предметов, да, и иногда мы воспринимаем это как должное, да, и мы даже не задумываемся, кто стоит вообще за созданием этого предмета. Так вот, например, очень интересно, там, можно даже проект, да, например, начитать, взять, да, то есть распределить с ребятами эти предметы, и они поймут, какие представители профессии стояли за созданием этих предметов. Второе направление, третье направление профориентационной работы, это у нас, конечно, экскурсии на предприятия города, дающие учащимся начальное представление о существующих профессиях, о условиях работы людей, представляющих эти профессии. Как ни странно, вот у нас в гимназии сложился такой традиционный, то есть достаточно часто посещаются предприятия, такие как совхоз пригород, где ребята знакомятся с тем, как выращиваются овощи, да, как они, что с ними происходит дальше, как они поступают в магазины, дальше с выпуском молочной продукции. В связи с тем, что у нас корпус, где обучаются ребята с 1 по 4 класс, расположен непосредственно в близости от пожарной части на улице Советская, город Сыктывкар, то у нас наши ребята, они часто в гости и также в пожарной части. Далее в этом году был налажен контакт с Эжинским лесничеством, и вот ребята в том числе узнали о том, как, по какому принципу вырубаются деревья, как восстанавливается этот лесной фонд. Ребята очень любят посещать у нас завод Сыктывкар пива, а именно цех газированных напитков, производство газированных напитков. Вот. Это такие, то есть достаточно популярные среди гимназистов предприятия, куда они выходят на экскурсии с родителями, с классными руководителями.
Но также и у нас классные руководители, то есть они какие-то точные экскурсии, то есть ну, самое для своего класса подбирают, как, например, вот, мастер-класс по гончарному делу. Или, например, ребята выходили на мастер-класс по изготовлению помешания. Дальше. Как все это отражается у нас в плане воспитательной работы? Понятно, что все названия всех классных часов отразить невозможно, название всех экскурсий отразить невозможно. Пусть у нас небольшое количество классов, на уровне начального общеобразования у нас всего 9 классов, но понятно, что классные руководители выбирают тематику соответствующего возраста. То есть в первом классе будет одна тематика, в четвертом классе будет уже абсолютно другая тематика классных часов. Вот поэтому у нас отражаются основные направления, здесь вы видите как раз их на экране, и при этом оговаривается конкретное количество мероприятий для того, чтобы не было переизбытка, чтобы у ребят не было дополнительной нагрузки, ну и для того, чтобы все классы были охвачены профориентационной работой в равном объеме, да, то обговаривается. Это делается у нас количество этих мероприятий, конечно, решается, обговаривается совместно на собрании классных руководителей и устанавливается этот объем. Итак, переходим с вами к следующему уровню образования. Это у нас уже уровень основного общего образования. И здесь основная цель – это у нас подготовка учащихся к осознанному выбору своей будущей образовательной траектории по окончании уровня основного общего образования. Если до недавнего времени у нас, ну, в принципе, было все понятно с учащимися 9 классов, они окончили 9 класс, получили аттестат, приходили с этим аттестатом и поступали у нас в 10 класс, дальше учились. Ну, то есть основная вот работа по выбору профессии, по профессиональному самоопределению начиналась в 10-11 классе. То теперь у нас в связи с расширением количества учащихся и также еще с введением профильного обучения на уровне среднего общего образования. То есть теперь у нас это смещается, ну, то есть работа рекомендации на уровне основного общего образования, она является очень важной. Уйдут ли ребята после 9 класса в среднеспециальное учебное заведение, или они останутся у нас, но опять же здесь сложность в том, чтобы выбрать профиль. О профиле потом чуть попозже немножко поподробнее расскажу. Итак, здесь у нас уже появляется на уровне основного общего образования ответственность за профориентационную работу. Тот человек, который координирует всю эту работу, собирает всю информацию. Тот человек, который договаривается с внешними, в том числе, представителями. Помимо этого, у нас уже отдельно классные руководители работают, отдельно работают учителя-предметники. Родители по-прежнему у нас являются как представителями профессии, то есть взаимодействием, так и организаторами мероприятий. По-прежнему работает педагог-организатор и очень важно играет уже роль педагог-психолог здесь у нас при работе на этом уровне. Здесь у нас, конечно, уже разнообразие направлений профориентационной работы и разнообразие форм работы. Во-первых, точно так же, как и на уровне начального общего образования, это цикл профориентационных часов. Ну, таких, например, профессии моего региона, атлас профессий. Сохраняется встреча с интересными людьми. И вот здесь вот интересно, на самом деле, просматривать, да, то есть вот нижняя фотография, это у нас с главным режиссером, была встреча с главным режиссером Сыктывкарского театра оперы и балета. И вот на этой встрече один из учащихся, тогда он еще учащийся 10 класса, он на самом деле заинтересовался вот этой театральной деятельностью, и вот с этого года он является студентом театра-студии МХАТа. То есть, ну, вроде бы вот эти вот встречи, да, они, ну, с одной стороны, кажется, что не несут никакой пользы, с другой стороны, вот очень многим ребятам они помогают определиться с будущей профессией. Далее, вот мы для себя рассматриваем как профориентационные часы не только как классные часы. Мы приглашаем представителей профессий и на уроки. Вот эти часы, они проходят и в урочное время. То есть мы можем, например, рассказывать там, о системе налогообложения, там, или, например, там, о каком-то производстве, да, как педагоги, да, но всегда полезнее, интереснее услышать информацию непосредственно от представителей. Вот на складе здесь, например, как раз и
представлен фрагмент урока по налоговой грамотности. Следующее направление, как и на уровне начального общего образования, это у нас профориентационные игры. И если на уровне начального общего образования, в принципе, с этими играми может справиться классный руководитель, может справиться воспитатель группы продленного дня, то здесь, наверное, опять же, к проведению этих игр необходимо привлекать не только педагогов, а также и представителей различных профессий. Вот здесь у нас, например, один из фрагментов игры рыночный двигатель. Следующим направлением у нас является экскурсия на предприятие города. Вот здесь уже, наверное, более, ну, то есть в меньшей степени немножко развлекательный характер, да, в большей степени они носят такой реально профориентационный характер. Да. Ребята у нас с радостью выходят на экскурсию с Светлогорской теплосети, выходили, сейчас пока все-таки экскурсия ограничена. Светлогорской теплосети. Точно так же ребята с 5 по 9 класс выходят в пожарную часть, но там уже другая смысловая нагрузка этой экскурсии. Национальный банк, Центр подготовки авиационного персонала и телеканал «Илюком». Так вот, тоже здесь хотелось бы отметить, что один из учащихся, который здесь представлен на этом слайде, после посещения Центра подготовки авиационного персонала, он определился со своей будущей профессией. И в данный момент он проходит обучение в городе Санкт-Петербург по этому направлению. То есть, такие экскурсии, они тоже имеют результат, очень хороший. Следующим направлением, то есть это уже понятно, то направление, которое не было отражено на уровне начального общего образования, это посещение профориентационных выставок, дней открытых дверей в среднеспециальных учебных заведениях и вузах. Вот здесь, наверное, все-таки акцент пока на среднеспециальное учебное заведение, потому что после 9 класса ребята могут туда поступить. И понятно, что вот реалии времени, они диктуют какие-то свои обязательства, да, и поэтому вместо того, чтобы нам выходить куда-то, вот как, например, на первой фотографии на слайде, представители СУЗов приходят к нам, да, как, например, на второй фотографии, то есть сама работа, она по-прежнему ведется. Следующее направление – это совместно с педагогами изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору профессии, прохождению профориентационного онлайн-тестирования. Здесь помимо, например, республиканского мониторинга самоопределения, профессионального самоопределения, учащиеся ребята могут также пройти индивидуальное тестирование. В гимназии закуплено все программное обеспечение, педагог-психолог работает с ним, поэтому работа тоже ведется. Следующее – это участие в работе всероссийских профориентационных проектов, просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков, таких как траектории и билет в будущее. Вот, например, здесь выдержка с официального сайта гимназии, где освещено одно из посещений в рамках реализации, одно из мастер-классов в рамках реализации проекта «Билет в будущее». Далее, конечно, осуществляется индивидуальное консультирование педагога-психолога по запросу. Ну и хотелось бы показать, как это все отражается у нас в плане профориентационной работы на уровне основного образования. Здесь мы прописываем те мероприятия, которые ежегодно у нас проходят. То есть это традиционные, например, мы знаем, что на День учителя у нас проходит День дублера, ежегодно проходит мониторинг профессионального самоопределения. А далее, вот с пункта 5, да, цикл профориентационных часов. Здесь точно так же, как и на уровне начального общего образования, у нас не прописывается тематика классных часов или тематика экскурсий. Здесь прописывается у нас периодичность проведения, количество этих классных часов и кто ответственен, или экскурсии, кто ответственен за проведение. Ну и вот особенность гимназии в том, что на уровне среднего общего образования, как я уже говорила, у нас организуется профильное образование. И для того, чтобы ребят сориентировать, помочь им выбрать правильный профиль, да, в гимназии реализуется проект психолога и педагогического сопровождения выбора учащихся 9 классов индивидуальных учебных планов на уровне среднего общего образования и выбора профиля. Данная программа, данный проект, он имеет 3 этапа. Вот здесь на слайде представлено название, продолжительность этапа, содержание и средства, которые используются для реализации. Итак, первый познавательно-моделирующий этап, второй у нас проектировочный этап,
И третий этап – это рефлексивный этап. Так как у нас вся подробная информация по этому проекту прописана в модуле, то план у нас вносится только название этапа и сроки проведения. Ну и, наконец, конференционная работа на уровне среднего общего образования, она имеет следующую цель. Подготовка учащихся к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. И здесь у нас, в принципе, направления работы, они совпадают с направлениями работы на уровне основного общего образования, поэтому мы на них уже останавливаться не будем. Какие особенности именно этого уровня образования? Если мы, например, на уровне основного общего образования говорили о том, что у нас организуется посещение конференционных выставок и дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях, то здесь у нас акцент основной уже на высшее учебное заведение. При том, что мы работаем с высшими учебными заведениями как нашего региона, как Государственный университет, Лесной институт, Академия госслужбы, Уфтинский государственный университет, так и традиционно в гимназии приезжают представители, а в этом году это было онлайн, в рамках образовательной выставки «Горизонт образования». Это представители вузов Санкт-Петербурга. Они проводят мероприятия как для учащихся, так и для родителей. И вторая особенность в том, что здесь у нас уже происходит освоение учащимся основ профессии в рамках профессионального обучения на уровне среднего общего образования, в рамках профильного обучения. В гимназии на уровне среднего общего образования ребята учатся по 5 профилям. Это гуманитарный профиль первый, где у нас идет углубление на историю, английский язык и русский язык. Второй профиль у нас гуманитарный, литературный, где у нас углубление идет на литературу, русский язык и английский язык. Социально-экономический профиль, здесь у нас реализуется на углубленном уровне право, экономика, география экономическая. Естественно, научный профиль физико-математический, где на углубленном уровне реализуются программы по физике, по информатике, по математике. Ну и последний, пятый профиль, это, естественно, научный химико-биологический профиль, где на углубленном уровне реализуются программы по химии, биологии и математике. Это вот чисто наш опыт гимназии, как мы работаем, как мы переосмыслили те мероприятия, которые велись до этого в гимназии, конференционные мероприятия, да, и подстроили их по содержанию модуля профориентации. Большое спасибо за внимание, с удовольствием отвечу на вопросы. Очень содержательный, вы осветили модуль, действительно, практически уже готовый. И вот даже если мы зайдем на сайт гимназии, мы всегда увидим, как в системе, да, выложена эта работа, и как действительно событиями насыщена жизнь вот в данном разделе, да, направлении воспитательной работы. Именно такая важная составляющая, как профориентация. Именно в воспитательной работе любой образовательной организации, тем более общеобразовательной организации. Спасибо вам огромное. Пока у коллег вопросов не возникло, я думаю, что если вопросы будут появляться, то Татьяна Валерьевна всегда к нам подключится и ответит на все волнующие вопросы с предоставлением, да, интересного развернутого материала, вот как сейчас, да, нам был представлен и фрагмент плана работы, да, который впоследствии станет календарным планом рабочей программы воспитания, то также по уровням образования, да, и в то же время были показаны те события, которые были организованы в школе на разных уровнях образования в гимназии имени Александра Сергеевича Пушкина. Спасибо огромное. Вот, благодарю за помощь. Всего доброго, вдохновения и хорошего отдыха. Спасибо за то, что подключились и нашли время для нас. Ну что ж, уважаемые коллеги, мы продолжаем нашу работу, и сейчас к нам подключается Татьяна Сергеевна Тарусина. Это заместитель директора по воспитательной работе муниципально-образовательного общеобразовательного учреждения гимназия номер 6 города Воркуты. Воркута, как всегда, нас поддерживает. Огромный привет.
воркутинскому помощничеля. Мы, конечно же, передаем. И Татьяна Сергеевна нас познакомит с опытом, региональным опытом школы, да, города Воркута, гимназия номер 6, по модулю рабочей программы воспитания «Школьный урок». Согласитесь, достаточно интересный модуль, который в самом деле возникают вопросы при наполнении данного модуля содержанием. И мы просим сейчас Татьяну Валерьевну к нам присоединиться. Татьяна Валерьевна, вы нас слышите? Ой, Татьяна Сергеевна, извините, сегодня день Татьяны. Ага. Татьяна Сергеевна, просим вас подключиться. Ага, тут вот периодически у нас выплывает окошко Воркутинского дома учителя. Ага. Ждем, ждем. Угу. Вот появилась презентация Татьяны Сергеевны. И хотелось бы, конечно, сопровождение тоже. Мы сегодня тестировали видео. Сергеевна, только круглую кнопку, да. Только на камеру нужно нажимать. Потом на значок микрофона дополнительно нажимать не нужно. Да, Татьяна Сергеевна, если можно, нажмите, пожалуйста, вот на значок кругленький, который у нас в уголке, да, над изображением, где я сейчас нахожусь. Один раз на него нажимаете, и выплывет окошечко с видео. Угу. Здравствуйте, меня слышно? Вот, все, Татьяна Сергеевна, мы вас видим, просто у нас тут не на все экраны выводится изображение. Татьяна Сергеевна, пожалуйста, давайте продублируем приветствие, чтобы мы вас услышали. Здравствуйте, меня слышно? Пока не слышно. Татьяна Сергеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Отлично, замечательно вас слышно, здорово. Расскажите, пожалуйста, о своем опыте именно в разработке модуля «Школьный урок», какой уже имеется материал и как организована воспитательная работа вашей гимназии. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня, укрепляя воспитательную составляющую образовательной системы с целью создания условий для самоопределения учащихся на основе культурных, духовно-нравственных ценностей, правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества, государства, определяет воспитание как деятельность, которая является частью образовательного процесса. Основной формой деятельности в школе является, как известно нам всем, это урок. И то, как педагог сможет его построить, какие воспитательные задачи поставить, такие результаты у нас с вами будут в будущем. Воспитательный потенциал современного урока – это новые, то есть современные задачи и новое содержание. Эти современные задачи продиктованы ключевыми проблемами воспитания, связанными с глобализацией общества, утерей национальных идеалов, доминирование ценностей индивидуализации и потребительства, снижение роли семьи и ценности родительства, вовлечение подростков в сомнительные акции, приводящие к формированию деструктивного правосознания. Воспитательный потенциал урока реализуется через 3 основных направления: отбор содержания урока, совершенствование структуры урока и организация общения на уроке. В рабочей программе воспитания урок является инвариантным модулем. Это обязательный модуль для всех общеобразовательных организаций, которые начинают с 1 сентября 2021 года реализовывать модульную программу воспитания. Модуль «Школьный урок» является сквозным, где необходимо учитывать, что организация урока в 1 классе будет отличаться, конечно же, от организации урока в 10 классе с одной стороны. С другой стороны, каждый урок, неважно в каком классе он идет, должен быть направлен на развитие личностных планируемых результатов, заложенных в федерально-государственном образовательном стандарте. То есть каждый урок должен быть наполнен воспитательным смыслом, поскольку урок – это основной компонент образовательного процесса в целом. Разработчики примерной программы воспитания в модуле «Школьный урок» из указанного перечня видов и форм деятельности, которые носят рекомендательный характер, предлагают выбрать именно те, которые используются в работе школы. Мы вам сегодня предложим 2 варианта разработки модуля «Школьный урок».
Итак, первый вариант. В данном модуле предоставляется как пример реализации воспитательной системы школы через проект. Погружение в течение дня – это про тот проект, который реализует одна из школ города Воркуты. Погружение в течение дня в события, в процесс через общешкольные дни. Ну, у нас у всех с вами есть календарь событий. Кроме того, по линии российского движения школьников очень много единых дней, таких как День безопасности, День Земли, День космоса, День науки. Системное погружение всех участников образовательного процесса в течение дня в единую тему помогает ученикам достигать тех личностных результатов, которые обозначены во всех стандартах. Каждый урок тематического дня деятельности дети ищут совместно с педагогами через разные подходы то содержание, которое оптимальным образом реализует воспитательный потенциал урока. Вашему вниманию я хотела бы предложить схему разработки такого урока для педагогов. Итак, с чего мы начнем разрабатывать такой урок при погружении в события через общешкольные дни? Итак, размышления о личном смысле урока. Учитель представляет целевые установки урока, главную идею урока, как ценностную, так и содержательную, предметную именно в этом классе и именно для этих учеников в связи с именно этим событием. Личностные смыслы актуальны на таких уроках чаще всего потому, что опираются на проблемные вопросы в части воспитания. Приведу пример. Ну, давайте предположим, да, общешкольный день, день науки, предмет история нового времени, 8 класс, в теме индустриальное общество, новые проблемы, новые ценности. В данном случае название, да, урока мы можем назвать его «Земля выкидывает своих детей». То есть именно здесь в названии урока уже кроется та проблема, которую необходимо учителю поставить. Смотрите, сам учитель выбирает имя урока и его главный проблемный вопрос, что мы сейчас с вами и сделали. И именно так затрагиваются интересы учащихся. Приведу другой пример. Да, можно также на других предметах. Опять же, буквально вчера, 22 апреля, День Земли. Предмет английский язык. Тема защита окружающей среды. Название урока будет звучать так. If you don't think about the future, you won't have it. А если ты не будешь задумываться о будущем, то у тебя его просто не будет. Здесь тоже стоит уже в названии проблема, поэтому, отталкиваясь от названия урока и от погружения, и от темы, дети погружаются в урок и решают ту проблему, которая перед ними поставлена. Что происходит следующим? После этого учитель разрабатывает содержательную часть урока. Особенно тщательно размышляет, конечно же, о личностных результатах. Мы говорим о воспитательном компоненте, которые вытекают из решения какого-либо ценностного конфликта. Ну, опять же, приведу пример. Название, да, самого урока, не тема, да, а название. Название «Корона из рук отца-убийц». Это также история, это также День науки. Александр I, участник заговора против отца, выбор между совестью и страхом, пользой и властолюбием. Вот как раз-таки здесь решение какого-либо ценностного конфликта. Ну и, наконец, педагог придумывает комплексный результат урока. Комплексный результат урока через какую вид работы. Ну, это может быть сочинение, это может быть проект, который требует выбора, поступка или решения. Нужно отметить, что, не говоря о первом варианте разработки модуля «Школьный урок», который я вам представила, нужно отметить, что вся деятельность школы будет как раз связана с тем проектом, который реализуется. И, естественно, когда мы с вами составляем программу, да, и именно этот модуль пишем, мы обязательно должны прописывать все это в содержании данного модуля. Хочу предложить вам второй вариант, да, который предлагают нам разработчики.
Второй вариант состоит из совокупности форм и видов деятельности, предложенных в примерной программе воспитания. Выбираются те, которые используются в образовательном процессе всеми педагогами школы, и для каждой прописывается регламент реализации на уроке. Такой подход вообще заключается в определении воспитательных возможностей изученного материала. Реализация этого подхода связана с дополнительным включением в урок ситуаций и информации, позволяющей акцентировать внимание учащихся на этической стороне изучаемого материала. Нужно отметить, что этот подход основывается на выявлении и на осознании отношений, складывающихся непосредственно вообще в самом уроке, да, на уроке, и организации воспитательного влияния личности школьника через систему этих отношений. Сейчас я приведу примеры опыта нашей гимназии, как мы разработали данный модуль и как мы реализуем его на практике. Я сейчас вам буду показывать целевые компоненты, которые предлагаются в примерной программе, да, и комментировать их с точки зрения нашей образовательной организации. Итак, на своих уроках учителя гимназии системно реализуют, я так думаю, что и все педагоги, технологии формирующего оценивания, развития критического мышления через чтение и письмо, проектной деятельности, смыслового чтения, с помощью которых воспитательный потенциал реализуется в полном объеме. Итак, на каждом уроке педагоги для обучающихся формулируют проблемную задачу, о которой мы говорили, да, с вами, решение которой направлено на активизацию их познавательной активности. В гимназии учителями коллегиально разработана и реализуется технология планирования каждой темы. На каждом уроке учащимся предлагаются карточки, отражающие тезисный план урока. Продвигаясь вообще по этому плану, ученик отмечает, что у него получилось, а что не получилось. И он хотел бы получить консультацию, либо дополнительное домашнее задание, направленное на решение именно этой задачи. Но вообще нужно отметить, что вот такой подход с тезисным планом, когда на уроке они отмечают, что у них получается, что или нет, что у учеников получается, что или нет, позволяет вообще приобщить даже немотивированных учащихся к учебному труду. Кроме того, в гимназии на всех уроках используются интерактивные технологии дебатов, диспутов, кейсов, электронные дистанционные технологии. Все они, конечно же, предусматривают вовлечение детей в активную работу и помогают развить мышление, логику, дают возможность на таких уроках создавать мини-исследования, мини-проекты, которые потом вырастают в большие проектные и исследовательские работы. Нужно отметить, что гимназия номер 6 города Воркуты – это центр по работе с одаренными детьми, поэтому ведущей деятельностью является инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, которые дают школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык, конечно же, публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. В рамках национального проекта «Цифровая образовательная среда» в гимназии оборудованы 2 цифровых кабинета и цифровая естественно-научная лаборатория, в которых занимаются все дети гимназии. Комплекс лабораторного оборудования предполагает набор интерактивных программ и инструментов для работы на уроках физики, биологии, химии, уроки, где предполагается лабораторная или практическая работа по перечисленным предметам, проводятся в естественно-научной лаборатории. Осваивая конкретные умения и навыки исследовательской деятельности, учащиеся приобретают первоначальные умения использования оборудования и пособий, имеющихся в перечне материалов кабинета лаборатории. Такой подход способствует активизации познавательной деятельности и мотивационной готовности, а также подготовить учащихся к самостоятельной творческой работе, осуществить приоритет деятельностного подхода к процессу обучения, формировать у них познавательную, информационную и коммуникационную компетенции.
Групповой вид работы помогает применить технологию наставничества, где дети выступают в роли наставника и наставляемого. Кроме того, в групповых формах работы учащиеся применяют правила работы в группе, которые предварительно разработали сами. Побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со всеми участниками образовательного процесса является одной из ключевых воспитательных задач на уроке. Мы в гимназии разработали единые требования, правила работы на уроках на всех уровнях образования. Правила работы на уроках приняты всеми учащимися, и, естественно, учащиеся осуществляют взаимоконтроль, как раз это можно отнести еще и к наставничеству, да, к предыдущему целевому компоненту, осуществляют взаимоконтроль и самоконтроль. Основным механизмом являются уроки, которые проведены вне стенок гимназии. К сожалению, в силу того, что Воркута находится за полярным кругом и имеет определенные климатические условия, на улице наши дети постоянно находиться не могут. Но уроки вне гимназии, такие как вне гимназии в окружающем социуме, так можно сказать, в Центральной библиотеке имени Александра Сергеевича Пушкина, в Краеведческом музее, в городском выставочном зале, уроки в Воркутинском государственном университете Воркутинского филиала. Все это пространство окружающего социума становится пространством приобретения опыта самостоятельных социальных проб, реализация собственных инициатив и навыков самоорганизации. Именно здесь учащиеся получают опыт сотрудничества, партнерских отношений друг с другом и со взрослыми. В заключении хотелось бы отметить, что непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и учащихся на учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в социально значимые виды самостоятельной деятельности. Кроме того, хотелось бы отметить, что если работа происходит в системе и подбираются правильные формы и приемы работы на уроках, то, конечно же, данная работа позволяет достичь высоких результатов. Ну и современный урок направлен не на то, чтобы помочь ученику пройти параграф, запомнить формулу или выучить правила, а на то, чтобы сотворить или постичь какую-то закономерность в жизни, знание которой может сделать его сильнее, свободнее в своих поступках и в выборе собственной судьбы. Именно поэтому во всем, что на уроке происходит, должен быть заложен педагогический смысл. Когда на уроке химии идет разговор о строении атома, о периодической системе элементов Менделеева, ученики должны не только узнать то, что атом состоит из ядра, протонов и электронов, но и научиться работать с таблицей. Они должны познать себя как духовную сущность в связи с обозначенными проблемами, понять, что значит быть самим собой, научиться налаживать связь с миром. Необходимо так вплести в урок философские размышления Менделеева-мыслителя, чтобы ученики почувствовали, что мир един, а слово, число, стихотворение или формула – только различные его проявления. Спасибо за внимание. Интересно, вы рассказали о школьном уроке, о том, как он может быть организован, как представлен. Тут есть вопрос от слушателей, да, по поводу того, каким образом в программе может выглядеть модуль «Школьный урок». Я об этом расскажу чуть попозже. Если вот у вас есть какие-то комментарии, вы можете, конечно, их тоже... Да, конечно, смотрите, ведь вот я вижу вопрос, да, как это будет отражено в плане, да, мне задают вопрос. Смотрите, ну, во-первых, когда мы план с вами составляем, да, к данной программе, он идет по модулям. По крайней мере, мы его составили по модулям. То есть каждый модуль отражен в плане. И там, где модуль «Школьный урок», если вы берете за основу, например, единых действий, да, вот дни единых действий, то
там просто все прописывается. Здесь все понятно, если у вас работает эта система. Да? Если у вас, я вам показывала на слайдах формы, да, которые могут проводиться в рамках данного модуля. У вас тоже в плане прямо могут прописано урок, экскурсия, такая-то, такая-то, вот поэтому вот и вы включаете это в план. На такую-то тему. Да, спасибо огромное, Татьяна Сергеевна, за комментарий. На самом деле, да, план формируется достаточно свободно, да, то есть нет определенно четкого какого-то там, так скажем, алгоритма наполнения модулей, потому что вот разработчики программы настолько дали в руки школам возможность импровизировать, да, в соответствии со своей спецификой, со своими особенностями и контингента обучающихся, и специфики населенного пункта, и специфики, соответственно, школы, да, что на самом деле важно только ту работу, которая действительно по факту организуется в школе, уложить в эти самые модули. И об этом мы сейчас поговорим с вами, да. Я бы хотела провести краткий обзор рекомендуемых примеров, инвариантных и вариативных модулей рабочих программ воспитания в общеобразовательных организациях. Так, сейчас я включу презентацию, и мы проведем этот обзор. Так, итак, обзор. В первую очередь я обращаю ваше внимание, думаю, что многие педагоги уже познакомились с данным сборником, да, авторских программ школ России. Это избранные модули, которые предложены самими разработчиками программы, примерной программы воспитания. С разработчиками программы воспитания мы в рамках семинаров для классных руководителей, да, некий семинар для классных руководителей, уже встречались и общались. С нами работали такие специалисты, как Инна Юрьевна Шустова. Сегодня к нам подключился Владимир Витальевич Круглов. Также с нами работала Степанова Ирина Викторовна. Да, то есть вот это непосредственные разработчики программ. И после того, как провели экспертизу, да, то есть когда вот опробировали примерную программу воспитания, те школы, в которых уже прошла апробация школы Российской Федерации, да, лучшие модули, ну, так скажем, наиболее такие приемлемые, да, для того, чтобы можно было их применить в своей работе для общеобразовательных организаций, были рекомендованы вот в этом сборнике авторские программы школы России. И на этом сборнике, да, хотелось бы подробнее остановиться и показать вам те примеры модулей рабочей программы воспитания, которые могут также по аналогии быть написаны и в вашей общеобразовательной организации. Если говорить о сборнике, да, вот таким образом выглядят те примеры, которые есть. И материалы сборника иллюстрируют примерную программу воспитания, с которой вы тоже знакомы, я думаю, и методические рекомендации по разработке программы воспитания. Ссылка на данный источник тоже имеется. Презентация будет предоставлена, можно будет обратиться к этому источнику и изучить внимательно то наполнение модулей, которое предлагается разработчиками программы. Итак, начинаем мы с инвариантного модуля «Школьный урок», о котором нам только что рассказывала достаточно подробно Татьяна Сергеевна, каким образом он реализуется, данный блок и данное направление в гимназии номер 6 города Воркуты. В данный модуль включаются прежде всего те воспитательные эффекты, которые могут быть достигнуты на школьных уроках благодаря подходам, интересным, нестандартным подходам к организации данного школьного урока. То есть это могут быть занятия, экскурсии, которые расширяют образовательное пространство предмета, интерактивные занятия, которые способствуют эффективному закреплению тем урока, специальные тематические проекты, которые реализуются в вашей школе, предметные образовательные события, проведение предметных декад, да, может быть тоже размещено в этом содержательном блоке. Включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний. Да? Олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, которые организуются на уроках вычисляемыми предметниками. Организация кураторства, мотивированных и
ориентированных обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, контроль и самоконтроль обучающихся, использование технологии портфолио, исследовательская деятельность школьников. То есть вот смотрите, вы можете модуль прямо наполнять по соответствующим направлениям, да, то есть занятия экскурсии можно даже разделить по уровням образования, да, и какие занятия экскурсии основные, традиционные у вас в школе проводятся, да, и напомните, допустим, данное направление теми непосредственно, да, занятиями, которые по факту у вас потом будут отражены и в календарном планировании, и в самоанализе и анализе воспитательной работы в конце учебного года за год. Интерактивные занятия, наиболее интересные, яркие, которые запланированы в течение учебного года, также могут быть представлены вот в данном модуле рабочей программы воспитания. Если мы обратимся к непосредственно, да, непосредственно школьному уроку, да, вот сейчас, да, если можно приблизить, да, нам модуль данный, да, каким образом, вот посмотрите, да, каким образом данный, чуть повыше можно, чуть повыше, да, то есть получается, что это вот представил данный модуль средняя школа номер 8, да, Красноярского края. И здесь, да, если можно приблизить, чтобы нам было видно, текст. Не получится, да? Вот как сейчас сделали. Ага, вот так, да, замечательно. То есть тут получается, что школьные педагоги, да, каким образом они этот урок, как потенциал урока демонстрируют. То есть специально разработанные занятия, уроки, занятия, экскурсии, они перечисляются, интерактивные формы занятий. То есть то, к чему мы сейчас обращались, да. И таким образом вот этот модуль здесь расписан подробно, да, буквально на 2 листах А4 и составляет планирование. Потом, модуль рабочей программы воспитания данной школы. Таким же образом будут расписаны те уроки, которые запланированы в интересной, нестандартной форме и ваша образовательная организация. Далее продолжаем, возвращаемся к презентации. И следующий, да, у нас идет, получается, модуль, он тоже инвариантный, это модуль классное руководство. Модуль классное руководство, да, мы тоже можем расписать по направлениям деятельности классного руководителя, например, изучение особенностей личностного развития обучающихся класса, организация совместных интересных и полезных дел для личностного развития ребенка, формирование и развитие коллективного класса, индивидуальная работа с учащимися класса, работа с слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими трудности по отдельным предметам, работа с учителями, преподающими в классе, работа с обучающимися, стоящими на различных видах учета группе риска, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. То есть вот эти направления, они наполнены, да, содержанием по школе, получается, если это рабочая программа, образовательная организация. Можно также разделить на уровни образования, да, то есть по данным направлениям, и перечислить те основные события, которые запланированы классным руководителем для наполнения данного модуля. Каким образом этот модуль может выглядеть? Мы тоже сейчас, вот, так, классное руководство, сейчас я вам покажу. Классное руководство, да, вот каким образом может быть тоже расписано, да, то есть формы и виды деятельности прописываются, какие используются в работе, организация совместных интересных и полезных дел для личностного развития ребенка, да, каким образом она в большей степени, да, что является ведущими направлениями в работе классного руководителя вашей общеобразовательной организации, да, и здесь написаны те, может быть, игры, какие-то традиционные дела, какие-то сборы, да, то есть вот они здесь просто перечисляются, может быть обозначена форма, расписана, да, каким, ну, что она из себя представляет, да, то есть более подробно, и, соответственно, названия, которые потом также будут отражаться в календарном планировании классных руководителей общеобразовательной организации и непременно будут освещены в самоанализе, да, работы, воспитательной работы за год, то есть вот как бусину, да, мы на ниточку натягиваем все наши, получается,
основные моменты, да, которые касаются данного модуля. То есть если у нас в рабочей программе воспитания представлены, да, вот эти вот содержание наполнено вот этими вот событиями, то эти события должны быть также отражены и в самоанализе, и в календарном планировании классных руководителей. Далее вернемся к презентации, если можно. И следующий у нас, получается, идет также инвариантный модуль. Это модуль курсы неурочной деятельности. Я буквально вот очень просто накидала те моменты, те направления, которые наполняются, и ту вариативность, которую вы можете представить в своей непосредственно рабочей программе воспитания. То есть курсы неурочной деятельности мы можем представить по направлениям, можем представить по видам деятельности, кому как удобно. Да? Если это по направлениям, то вот как пример предлагают разработчики программы, например, взять такие направления, как спортивно-оздоровительное направление, духовно-нравственное направление, общекультурное направление. По видам деятельности можно разделить курсы неурочной деятельности как познавательная деятельность, художественное творчество, проблемно-ценностное общение, туристско-краеведческая деятельность, если она у вас не будет выделена в вариативный модуль, да, то есть ее можно включить сюда в качестве курсов неурочной деятельности, если такие ваши общеобразовательные организации имеют место быть и включены в практику, да, классных руководителей и учителей-предметников образовательной организации. Спортивно-оздоровительная деятельность, игровая деятельность и другие. Да? Вот был вопрос, поступал у меня от заместителя директора по воспитательной работе одной из школ Республики Коми, да, по поводу того, каким образом можно обозначить эти курсы, как они могут быть прописаны. Вот как пример, да, разработчики программы воспитания предлагают нам прописывать их как курсы неурочной деятельности и дополнительного образования. Да. Если мы сейчас обратимся непосредственно к документу, третий номер, да, курсы в неурочной деятельности, да, то мы увидим, что курсы здесь у нас представлены по направлениям деятельности, да, и, например, вот обозначены следующими образом. Игровая деятельность, курсы неурочной деятельности дополнительного образования направленные, да, то есть объяснение, пояснение, да, для чего они необходимы, потому что мы должны ориентировать педагогов к тому воспитательному эффекту, который мы предполагаем достигнуть с помощью этих курсов. И пишем, да, что они направлены на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умение работать в команде. И, соответственно, через какую работу, через какие курсы достигается данный эффект. Игротека, клуб юных знатоков, что, где, когда и другие. Да? Соответственно, потом и игротека, и клуб юных знатоков, и что, где, когда. Вот эти вот игры должны быть отражены в планах, календарных планах классных руководителей. И в самоанализе также они должны будут прозвучать, если мы заложили их изначально в планирование, обращая внимание педагогов школы именно к данному направлению в развитии вот этих событий, которые собираемся организовать. Ну и также вы можете увидеть, да, что здесь, вот, например, туристско-краеведческая деятельность представлена курсами неурочной деятельности дополнительного образования азбука Смоленского края, да, вот школа Смоленского края нам представила свой блок, свой модуль. Я познаю мир и так далее. Вот внимательно изучите, все эти документы будут в доступе, также вот они есть по ссылке, на которую я вас обращала в начале своего выступления, тоже можно пройти, внимательно изучить. И по аналогии, да, используя вот все те выдержки, которые здесь предложены, можно расписать уже, напомнить, да, вот это направление деятельности тем содержанием, которое вы собираетесь реализовать в вашей общеобразовательной организации. Далее мы возвращаемся к презентации. И следующий инвариантный модуль, который мы представляем, да, это инвариантный модуль самоуправления. Здесь я не стала подробнее на слайд вносить, да, но обращаю ваше внимание, уважаемые коллеги, на то, что очень важно данный инвариантный модуль рассматривать на уровнях, да, это уровень школы, это уровень классов и на индивидуальном уровне. То есть, если мы расписываем рабочую программу воспитания данного инвариантного модуля, то обязательно мы должны учитывать эти уровни, на которые
мы направляем воспитательную работу. Если мы обратимся непосредственно к документу, я бы хотела обратить ваше внимание на документ вот этот, да, то есть, то мы видим, так, тут больше сделала, тут есть, ага, да, чуть-чуть увеличить, если можно, спасибо большое. То есть вот, например, да, на уровне школы, то есть это может быть совет школы, это может быть совет командиров, это может быть какая-то иная организация, которую вы вместе с ребятами, вместе с педагогами, да, решили реализовать и так скажем, назвать ваш корабль, который победой по волнам школьного учебного года, да, поплывет. Вы называете, соответственно, совет, в данном случае нам предложен совет командиров, да, и расписывается в данном модуле, каким образом организовано детское самоуправление в школе. То есть на уровне школы оно организовано через деятельность совета командиров, объединяющего командиров классов и обеспечивающего организационные, информационные и представительские функции на уровне школы и внешкольном уровне. Да. Здесь же мы прописываем те функции, которые организует совет командиров, и вот представлено, да, представлены эти функции, потом через что, через какие формы, да, совет командиров работает, например, участие в распространении вопроса о награждении обучающихся, да, например, да, когда мы на доске почетов кого-то выделяем учащихся школы. Вот. Потом, предположим, здесь перечислены, да, школьные активы, штабы РДШ, штаб юнармии и различные те объединения, которые также работают и реализуют данное направление воспитательной работы. Потом по штабам прямо, да, у нас расписаны, получается, советы дела, да, которые уже через на школьном уровне, да, на уровне класса в том числе, да, организуют различные события, да, то есть через деятельность творческих советов дел, отвечающих на проведение тех или иных конкретных мероприятий, событий, праздников, вечеров, акций, соревнований и реализующих следующие функции. Функции также здесь перечислены. Совет медиации, например, да, тоже имеется, и эти структуры, они уложены именно вот в тот механизм самоуправления, который в данной школе был организован следующим образом, и вот каким образом здесь расписано подробно в этом модуле. Точно так же вы в своей общеобразовательной школе расписываете буквально тоже не более 2 листов А4 основные моменты, да, и перечисленные события, праздники, мероприятия, а также организации, советы, которые рассматривают организацию данных событий, да, здесь тоже также звучат, они прописаны потом в календарном планировании, они будут прописаны потом в самоанализе, каковы итоги, да, данной деятельности и деятельности данных советов были уже по истечении учебного года. Далее мы возвращаемся к презентации. И переходим к следующему модулю, это модуль профориентация. Данный модуль тоже представлен, может быть, по-разному, но вот в одном из примеров инвариантного модуля профориентация предлагается, да, его также расписать на региональном всероссийском уровне, разделить по уровням, да, на муниципальном и региональном уровне. Я объясню, почему так, да, сформулировали разработчики данного модуля в своей общеобразовательной организации на школьном уровне, на уровне классов, на индивидуальном уровне. Да. Если мы обратимся к документу, это документ номер 5. Извините, это документ вот, профориентации. Да, документ номер 5. Да, нам предлагает Липецкая школа его. И здесь вот, если мы говорим про региональный всероссийский уровень, да, то есть расписывается, задача берется, понятно, да, у нас задачи представлены в программе воспитания, примерно программе воспитания, да, они не будут меняться по отношению к инвариантным модулям, потому что они уже прописаны, и эти, соответственно, модули должны быть представлены в рабочей программе воспитания каждой общеобразовательной организации, да.
И задачи, соответственно, от модуля тоже поставлены также в самой непосредственно примерной программе воспитания и в методических рекомендациях примерной программе воспитания, с которыми, я тоже думаю, вы уже все знакомы, мы об этом неоднократно говорили и демонстрировали вам, как они должны выглядеть и как они должны быть сформулированы. На региональном всероссийском уровне. Почему выделили именно так? Потому что очень часто какие-то интересные события, да, и конференции, конкурсы, проекты, они организовываются на региональном уровне, далее лучшие работы уже переадресовываются на всероссийский уровень, да, то есть такая цепочка идет. И, соответственно, вот этот региональный уровень этот выделен отдельно, и здесь расписаны в самом инвариантном модуле, да, рабочей программы воспитания школы, участие в работе всероссийских профориентационных проектов, да, созданных в сети интернет, просмотр лекций, да, и потом будут перечислены, соответственно, какие проекты запланированы для реализации в текущем учебном году. Или они потом добавляются просто в календарное планирование, когда вдруг возникают идеи новых конкурсов, да, в течение учебного года. Потом далее здесь тоже включено участие в научно-графических конференциях по профессиональной ориентации, да, предположим, встречи, обучение стратегии выбора профессии, социально-профессиональное самоопределение школьников в условиях профильного обучения, профессиональные пробы, практический элемент профориентации школьников на уроке технологии. Да, то есть вот данный блок наполнен соответствующими запланированными, да, мероприятиями, событиями, которые в разрезе воспитательной работы, организованной на этом уровне, будут в течение учебного года реализованы. На муниципальном и региональном уровне, да, то есть тоже муниципальный уровень обеспечивает конкурсами, необходимыми для по муниципальным программам, например, профориентация школьников, увлечение профессия успех, да, и те лучшие работы, которые на муниципальном уровне у нас уже имеют признание, да, и когда эксперты уже присуждают определенные награды и места на муниципальном уровне данным программам, да, эти программы уже поступают на региональный уровень и участвуют в региональном этапе конкурсов. Дальше идет обучение в рамках интернет-каникул в центрах профессиональной подготовки, да, которые организованы вот в том регионе, в котором прописана эта рабочая программа воспитания. Дальше, если мы пройдемся по другим страничкам, да, то мы увидим, что и на школьном уровне, да, нам предлагается участие, и самое главное, на уровне класса профориентационные игры, да, у нас предложены. Ну и хотелось бы подробнее остановиться на индивидуальном уровне. Можно чуть-чуть увеличить сам документ, да. Смотрите, уважаемые коллеги, да, что здесь расписаны непосредственно, да, должны присутствовать и в программе, в рабочей программе воспитания, и отражены в календарном планировании классных руководителей индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам склонностей, способностей, да, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии. Да, это очень важно. Может быть, даже прописаны какие-то названия, да, и сроки, которые планируются в течение года. Но сроки это больше календарному планированию, а здесь все-таки название мы рекомендуем включить в этот модуль рабочей программы воспитания. Далее идет участие в проектной деятельности, участие в научно-практических конференциях, которые организованы в рамках профориентационной деятельности, составление учащимся профессиограмм будущей профессии, да, вот тут предложена работа, да, проведение профессиональных проб, да, по профессиональным сферам, но это тоже ближе к психологическим тестам, которые, я думаю, ваша школа также проводятся, и тестирование данные организовано. А также предусмотрена рейтинговая система самоопределения, самоорганизации учащихся в сфере образования, воспитания, определения будущей профессии. Да? То есть, когда мы составляем некие рейтинги о том, кто уже определился и какая работа, собственно, обучающихся в направлении именно своего самоопределения профориентационного, да, будущего проведена, и какие выводы можно сделать в соответствии с той работой, которую обучающийся провел индивидуально, да, то есть
по списку, собственно говоря, обучающихся в классе. Можно вернуться, да, к презентации, и далее мы рассмотрим с вами инвариантный модуль «Работа с родителями». Об этом модуле нам очень подробно и интересно рассказала Степанова Ирина Викторовна, да, и данный семинар для классных руководителей состоялся еще в декабре 2020 года. Вы можете также посмотреть у нас на сайте для классных руководителей и вернуться к этому материалу. Но если мы говорим о примерной, извините, не примерной, мы сейчас говорим программе, да, а уже о рабочей программе воспитания, которая будет функционировать в вашей общеобразовательной организации, то тут тоже важно выделить уровень, то есть это будет групповой уровень и индивидуальный уровень. Если мы говорим о групповом уровне, то мы тут двигаемся по направлениям, да, участие родителей в управлении школой, вовлечение родителей или законных представителей школьников в образовательный процесс, каким образом они вовлечены, да, повышение психолого-педагогической компетентности родителей или законных представителей школьников. На индивидуальном уровне, да, мы тут тоже говорим о диагностических инструментариях, которыми пользуемся, да, о тех методах, при помощи которых мы организуем работу с родителями, да, и законных представителями, и вовлекаем родителей в событийное пространство школьной жизни. Обратите на это особое внимание, потому что это та задача, которая поставлена перед нами, разработчиками программы, да, и теми изменениями, которые вносят в соответствии с реализацией примерной программы воспитания в общеобразовательной организации и в организацию этого пространства школьной жизни, да, которое должно быть насыщено прежде всего событиями. Если мы обратимся к документу, то мы сможем с вами увидеть, так, сейчас, секундочку, это у нас уже 6-й документ. Работа с родителями на уровне групповом, да, если мы посмотрим, давайте немножечко увеличу документ, чтобы нам было комфортнее работать. То есть участие родителей в управлении школой, да, и здесь расписано уже, через что, каким образом организовано это самое участие в программе. Обязательно программа, она направляет на самом деле и родителей законных представителей, и педагогов, которые работают с программой, и непосредственно тех наблюдателей, которые изучают вашу программу, рабочую программу воспитания, да, каким образом организована будет работа, что запланировано и каковы сильные стороны действительно вашей школы, исходя из тех особенностей и возможностей, которые имеет ваша общеобразовательная организация. То есть общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении образовательной организацией, решении вопросов воспитания и социализации детей, вовлечение родителей и законных представителей школьников в образовательный процесс, каким образом он, да, он осуществляется. То есть это классные родительские собрания, да, тематики которых учитываются возрастные особенности, на это обращено внимание, да. И также перечислены темы, которые будут, да, темы родительских собраний, которые будут в течение учебного года, то есть они уже запланированы, проведены. Понятно, что календарные планирования потом будут вноситься какие-то изменения, коррективы в зависимости от запроса, в том числе Министерства, да, образования и молодежной политики, от запроса ситуации, которая существует в муниципалитете или в населенном пункте, или в конкретной школе. Да. Ну и, соответственно, мы должны быть подвижны и отвечать на те моменты, которые возникают, да, чтобы мы наших родителей привлекали, держали все время в поле, событийном поле, да, той деятельности и тех проблем, которые существуют. Для того, чтобы преодолевать эти самые проблемы, существует в общеобразовательной организации в целом. Так, и если мы посмотрим далее на другом уровне, нет, я бы все-таки хотела остаться, да, с документом, немножко поработать, если можно. Работа с родителями. Так, нет, это работа с родителями у нас. Давайте я попытаюсь. Хотела немножечко, да, обратить внимание на индивидуальный уровень. Посмотрите, да, уважаемые коллеги, если мы говорим об индивидуальном уровне, то тут мы говорим о работе специалистов по запросу, да, то есть родители для решения острых
конфликтных ситуациях, также об участии родителей в педагогических консилиумах. То есть вот эти моменты мы тоже в плане прописываем, да, потому что потом в календарном планировании и в самоанализе, анализе воспитательной работы за учебный год вот эти моменты должны быть тоже отражены. И вот на третьей страничке, да, тоже нам представлена помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутришкольных мероприятий, то есть тех событий воспитательной направленности, которые организованы, да, может быть, это акции какие-то и так далее, да, или какие-то ключевые общешкольные дела. Но об этом мы тоже поговорим, об этом вы тоже уже знаете, просто вот хотела бы показать подробно, как это может быть прописано именно в программе воспитания, над которой вы сейчас работаете. Далее возвращаемся к презентации и смотрим следующий блок. Так, секундочку. И следующий блок у нас после инвариантного модуля, да, профориентация работы с родителями, у нас идет вариативный модуль, да, ключевые общешкольные дела. Тут немножко не дописано. Ключевые общешкольные дела. Но это вот те дела, которые у каждой школы свои традиционные, да, и они также прописаны на школьном уровне, на уровне классов, на индивидуальном уровне. Если мы обратимся к документу, то мы увидим, каким образом выглядит наполнение данного модуля. Так, ключевые школьные дела, вот на внешкольном уровне, да, что сюда включено? Смотрите внимательно, пожалуйста. То есть это социальные проекты, которые традиционно организуются в школе, и они прямо обозначены, да, каким образом они, какую направленность они имеют и как они называются. То есть потом они также будут отражены в календарном планировании, и также будут отражены в самоанализе, да, что получилось, что не получилось, чему удалось состояться, по каким причинам что-то не состоялось, и чем данный модуль был наполнен ввиду того, что какое-то ключевое событие произошло, которое должно было вот, возыметь действие, да, и стать плюсом к событиям, которые были запланированы в работе общеобразовательной организации. Спортивные состязания, всевозможные, да, мероприятия, акции, бессмертный полк, парад победы, да, праздники, которые у нас также являются традиционными для школы, ну, на школьном уровне, да, потом тоже общешкольные праздники, церемонии награждения, да, на уровне класса традиционные события, которыми мы наполняем, да, жизнь класса. Ну и вот обратите внимание, пожалуйста, на индивидуальном уровне, да, какие у нас тоже ключевые, да, дела могут быть организованы. То есть это индивидуальная помощь ребенку, да, при необходимости освоения навыков подготовки, проведения и аналитики ключевых дел. Да. Очень важно обратить внимание, и разработчики программы на это внимание всегда наши обращают, что здесь необходимо провести как подготовительную работу, так проведение обеспечить самого ключевого дела, и непременно должна быть отражена аналитика, то есть тот анализ, который проведен по каждому конкретному ключевому делу, и отражен потом будет в самоанализе. Как правило, этот самоанализ проводится в группе, да, обучающихся класса, и также в группе педагогов, которые данное ключевое общешкольное дело организовали. Возвращаемся к презентации, и у нас, уважаемые коллеги, и у нас далее идет вариативный, так, не ту презентацию, да, вариативный модуль детские общественные объединения. Ну, тут есть много вопросов, есть много споров. Я все-таки рекомендую исходить из той данности, которая имеет место быть в вашей общеобразовательной организации. Вот работает у вас российское движение школьников, да, вы ориентируетесь на федеральные
запросы, да, и вот включены в процесс по плану организации, да, работы РТШ, значит, прописывайте в данном модуле именно эту работу, ее направление, чем она обусловлена, да, какими событиями, мероприятиями наполнена данный модуль может быть, и потом, соответственно, каким образом он будет отражен в календарном планировании. Здесь вот зацепочки, да, хотела на них обратить ваше внимание, какие мы используем, так скажем, выдержки, да, которые могут быть перенесены в вашу рабочую программу воспитания. Во-первых, что такое детское общественное объединение, деятельность на чем строится, на каких принципах, да, ну и потом, допустим, какие отделы детского общественного объединения включены. Положим, как пример, мы тоже смотрим, да, документ, вот он, детские общественные объединения, да, то есть получается у нас, например, да, отдел информации, отдел дополнительного образования и спорта. Предлагается в одной из школ Российской Федерации, где данная программа воспитания уже была реализована. Отдел труда и безопасности, да, далее отдел развития, потом деятельность клубов расписана очень подробно, каким образом она организована, да, то есть и вот модуль, соответственно, да, наполнен практически на 2-3 страницы А4 текста, да, тем содержанием, которое запланировано для реализации в текущем учебном году. Соответственно, это будет запланировано у нас на 2021-2022 учебный год. Возвращаемся к презентации. И сейчас я хотела бы обратить ваше внимание, уважаемые коллеги, на то, что следующий вариативный модуль, который может быть представлен вашей, может быть представлен, не обращая внимания, да, это школьные медиа. Ну, вот, в частности, мы раскрываем, что это такое, и потом идем к тем видам и формам деятельности, которые у нас есть и организованы в общеобразовательной организации. В данном случае это будет, например, газета «Классные новости», да, которая у нас представлена для демонстрации, медиацентр «Диапазон», вот одна из школ, которая реализует программу воспитания, да, уже она у нее находится в работе, да, в этом учебном году. Интернет-группа, ну, это те группы, которые ведутся у нас посредством интернета, ВКонтакте, Фейсбука и в других различных мессенджерах, да, получается. Школьное телевидение, которое, да, ведет у нас и обобщает деятельность, воспитательную деятельность в школе, участие в конкурсах школьных средств массовой информации. Если мы обратимся к документу, каким образом он может выглядеть? Так, сейчас, секундочку, школьные медиа. Вот документ, который я бы хотела вам продемонстрировать. Да, вот здесь у нас Кемерово представляет, одна из школ города Кемерово представляет, как может выглядеть данный блок, да, данный модуль, чем он может быть наполнен. Ну вот, в частности, расписано, что включает в себя газета, классные новости, да, каким образом эта работа будет организована в течение учебного года. Ну и, соответственно, данная газета должна быть отражена в календарном планировании каждого класса и в самоанализе, какое участие бы принимали обучающиеся конкретного класса в организации данной газеты «Классные новости» и какие новости были освещены, касающиеся непосредственно класса. Обращаемся снова к презентации. Итак, следующий вариантный модуль, да, это экскурсии, экспедиции, походы. Как мы обращали уже ваше внимание, уважаемые коллеги, данный модуль может быть не включен в отдельным, да, каким-то отдельным разделом, да, он может также находиться в модуле «Классное руководство». Вот. Ну, вот здесь сюда входят различные экскурсии, экспедиции, походы, которые могут быть организованы. Это эпизодические пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, литературные, исторические, просветительские выезды, поисковые экспедиции, вахты памяти, турслеты, летние выездные сборы. То есть вся та наполненность воспитательной работы, которая в этом разделе может быть, да, осуществлена в течение учебного года. Самое главное, не переполнять план. Это вот очень важно, да, то есть чтобы рабочая программа ваша была выполненной, да, хотя бы на
80%, очень важно ее не перенасыщать, потому что все-таки вот программа воспитания, да, рабочая программа, она расписывается для того, чтобы она действительно реализовалась конкретно в работе и принесла свои результаты. Положительную динамику или отрицательную, соответственно, вы потом пересматриваете, да, те моменты календарного планирования, которое было реализовано, и уже формируете под новые запросы, под новые задачи, которые вот были в течение учебного года обозначены, да, в качестве проблем на будущий учебный год, и вы уже ставите перед собой новые задачи и наполняете эти модули иным содержанием, ну, в каком-то контексте каких-то направлений новых, может быть, или углубления направлений, которые были уже реализованы. Далее я бы хотела обратить ваше внимание на вариативный модуль организации предметно-эстетической среды. Ну, здесь достаточно классическая схема, да, и примерно у всех общие, получается, расписаны будут направления работы и, соответственно, отражены в календарном планировании и самоанализе. Вариативный модуль волонтерства предлагается, да, то есть в какой-то школе он может быть, в какой-то школе, может быть, он будет расписан, например, в том же модуле классное руководство инвариантами, да, если не на таком масштабном каком-то уровне данный модуль может быть представлен в рабочей программе воспитания. Ну вот здесь, например, на примере экологических отрядов, отрядов волонтеров, отрядов поиск, отрядов юнармии, отрядов юидов, отряды волонтеров-медиков милосердия, да, и так далее. То есть те отряды, которые действуют, имеют место быть в общеобразовательной организации вашей конкретной, да, школы, можно здесь расписать и представить. А также вариативный модуль наставничества. Вариативный модуль наставничества, да, тоже может быть выделен в отдельный раздел, да, в отдельное направление и представлен вот какими-то детскими, допустим, педагогическими отрядами, которые организованы. Например, одна из школ, которая уже апробировала и работает по программе, в рабочей программе воспитания в этом учебном году, да, она говорит о том, что, например, можно организовать через проект какой-то, да, через программу, то есть или через акцию, которая организована в школе, да, осуществлять работу по данному модулю. Например, «Дай руку мне вожатый», да, это программа по наставничеству, проект по наставничеству старших школьников над младшими ребятами. Тут у нас расписано, да, по каким направлениям организуется деятельность юных вожатых, да, то есть это ежедневное сопровождение в рамках акции «На зарядку становись», да, веселая перемена сопровождения во время экскурсий, столовый гардероб, организация внутришкольных мероприятий подшефного класса. Да, я вижу вопрос. Спасибо огромное Екатерине. Да, вот есть мнение, да, что волонтерство может входить в модуль детские и общественное объединение. Это совершенно верно. Вы можете расписать также этот модуль в детских общественных объединениях, но вот в качестве примера был предложен вот данный модуль, да, где действительно детские педагогические отряды собраны, да, так скажем, в таком масштабном варианте. Я сейчас давайте вас обращу к этому документу. Интересно на него обратить, на мой взгляд, внимание. И, то есть, да, получается у нас модуль наставничества. Посмотрите, как он расписан, да, то есть здесь у нас прописаны этапы, то есть каким образом организуются отряды вожатых, да, прописана та деятельность, которой занимаются эти отряды, да, то есть, например, участие в событиях, организация мероприятий для подшефных классов, да, то есть когда каждый класс, с 5 по 11 класс в школе берет шефство над каким-то классом начальной школы, да, предположим, и добавляет в их календарные, да, мероприятия, которые прописаны в календарном планировании младших школьников, свое участие, то есть, например, организацию тех же событий, праздников или каких-то иных акций, может быть, каких-то проектов, которые организованы непосредственно старшеклассниками, да, и вот здесь, в этом модуле, достаточно подробно эта работа может быть освещена и прописана, если она имеет место, действительно масштабная, яркая и полезная, то есть имеющая результат, да, и положительную динамику
именно в личностном росте младших школьников или старших школьников, соответственно, привлеченных вот к этой деятельности и организующих такую событийную жизнь школы. Так, и, пожалуй, вот на этом, уважаемые коллеги, мы уже будем заканчивать наш сегодняшний семинар. На что хотелось бы еще обратить ваше внимание. Уважаемые коллеги, очень важно, чтобы те модули, которые формируются в рабочей программе вашей общеобразовательной организации, действительно отражали реальную работу школы. Да? Ну, будет только инвариантные модули, и, допустим, там 2 модуля вариативных, да, предположим, там ключевые школьные дела и общественные, предположим, детские общественные объединения, да. Хорошо, замечательно. Если есть какой-то серьезный музей, который организует систематическую работу и действительно в масштабном достаточно на школу варианте, то вы можете обозначить отдельно модуль «Музейное дело», да, или «Школьный музей» и так далее. Кто-то задавал вопросы по поводу профориентационной работы, да, о том, что может быть организован модуль, включен в программу, в рабочую программу воспитания, например, профориентация или профориентационная работа. Такой тоже вариант возможен, но хотелось бы обратить ваше внимание, что разработчики программы планируют прежде всего, да, вот через те события, через те акции, через те проекты, которые реализуются по модулям, которые уже существуют, вариативным модулям предложенным, да, разработчиками программы, что они будут направлены на решение профилактических, да, каких-то мер, да, потому что если, например, в школе у нас уже там, да, есть ситуация, когда на учете стоят ребята, да, достаточно большой группой обучающихся, да, конечно, мы можем уже выделить этот модуль как отдельный и говорить о тех реальных, да, делах, которые делаются в отношении вот, предупреждения, да, тех профилактических мер, которые предлагаются, да, предполагается ваша общеобразовательная организация, и потом также демонстрироваться динамика. Поступили какие-то обучающиеся, допустим, уже проблемные, да, с проблемными характеристиками, уже с какой-то историей, может быть, неблагополучной, да, за плечами, когда стоят дети на учете, и, может быть, уже даже были где-то, да, попали в какую-то ситуацию, когда имели место с правоохранительными органами, да, сталкивались. Конечно, мы эту работу описываем, да, и, конечно же, мы ее представляем, потому что это реальная работа, и это, собственно, разработчики программы призывают к тому, чтобы данная работа осуществлялась, и без боязни того, что там мы будем выглядеть хуже, или каким-то образом у общеобразовательной организации, да, будет оценка деятельности там ниже и так далее. Нет, это данность, с которой вы работаете, и данность, с которой вы выходите на результат и обеспечиваете положительную динамику, да, но эта данность должна быть отражена в вашей рабочей программе воспитания. По поводу ориентативных модулей, да, нельзя ли, вот вопрос есть, нельзя ли убрать из рабочей программы воспитания, правильно ли вы поняли данное утверждение? Судя по рекомендациям, да, все верно, Екатерина, инвариативные модули обязательно к присутствию в программе, в рабочей программе воспитания общеобразовательных школ. То есть вот та примерная программа воспитания, которая нам предлагается и которая нам дана, да, к изучению в течение всего этого учебного года, она наполнена инновариативными модулями, которые обязаны быть представлению в рабочих программах воспитания всех общеобразовательных школ. Если, допустим, мы говорим о других организациях, профессиональных организациях, дошкольных и так далее, да, то тот перечень, инвариативных модулей, который будет представлен в примерных программах, предложенных для этих организаций, тоже обязаны мы, да, реализовать и включать в свою рабочую программу воспитания. Вот. Спасибо большое за поддержку, спасибо большое за внимание, спасибо большое за участие наших уважаемых спикеров. Сегодняшний наш семинар уже подходит к концу. Я надеюсь, он был для вас, уважаемые коллеги, полезным. Мы ждем от вас обратной связи, мы ждем от вас вопросов. Кстати, тут еще есть вопрос, сейчас я обращу на него внимание. Так, вопрос от Елены. Возможно ли будет скачать презентацию семинара для работы с педагогическим коллективом? Да, безусловно. Данный семинар будет предложен и в записи, вы можете к нему обратиться, и все материалы будут предложены к использованию в работе ваших команд, ваших школьных команд и педагогических коллективов вашей общеобразовательной организации.
Благодарю за работу всех коллег. Спасибо вам огромное. Я желаю всем продуктивной работы, творческих свершений и профессиональных побед, конечно же. Всего доброго, до новых встреч, удачи, всем весеннего настроения. До свидания.